Что ж, доброе утро, доброе праздничное утро, Якутия. Доброе утро, любимая республика. Сегодня 1 мая, праздник весны и труда, официальный праздничный день на территории всей Российской Федерации. Паша, что тебе приходит на ум, когда ты первый раз слышишь этот праздник? 1 мая. Наверняка демонстрации, шашлыки, выходной день. Но это не про нас. Ну, действительно, все-таки работа в первую очередь приходит на ум, но на втором месте, конечно же, стоит праздничная демонстрация. Как же вот без нее может обойтись праздник? В любом случае, как бы ни называли этот майский день, Днем солидарности трудящихся или праздником весны и труда, для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение и приход весны, солидарность и объединение. И, конечно, ассоциируется со знаменитым советским лозунгом «Мир, труд, май». И при этом 1 мая имеет огромную историю, о которой мы еще успеем поговорить сегодня, но однозначно одно, что праздник действительно большой Да, и масштабный. однозначно одно. Это большой эмоциональный заряд, который несет в себе ощущение весеннего пробуждения природы. Мы воспринимаем 1 мая как день общего торжества, объединяющего абсолютно всех россиян. Это праздник человека труда, праздник человека созидающего. И мы рады, что в этот весенний майский день вы нашли время, подключились к нашему телеканалу. За ближайшие 2 часа мы не только узнаем об истории праздника, но и познакомимся с удивительными людьми труда, посетим семейный субботник и даже подарим бесплатные билеты в кино, потому что такая функция у нас сегодня тоже есть. Подарок для вас, дорогие телезрители. И для того, чтобы этот подарок получить, вам традиционно нужно будет ответить, конечно же, на вопросы. Вопросы будут. Связаны с Якутией. Конечно. И ответы нужно будет присылать в комментарии в телеграм-канал «Утро Якутии». Не забывайте, что у нас будут замечательные призы. Билеты в кино предоставляет один из главных кинотеатров Якутска «Синема Центр». Да. QR-код вот там вот вы видите, сканируете, попадаете в телеграм-канал «Утро Якутии» и там будете отвечать. Кто ответит, тот и молодец. Собственно, первый вопрос звучит следующим образом. В каком году парад впервые возглавили колонны школьников Якутска? Напомню еще раз, ответы пишем в комментариях нашего телеграм-канала «Утро Якутии». QR-код вы видите на своих экранах. Смело заходите и пишите свои варианты ответов. А мы продолжаем. Что касается истории, наши предки связывали 1 мая с пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ. С 1 мая 1886 года праздник приобрел политическую окраску. С этой датой ведет отсчет история борьбы за равноправие и гуманные условия работы. Идея была поддержана абсолютно по всему миру. В нашей стране первую праздничную сходку рабочих в мае 1891 года устроил марксист Михаил Бруснев в Санкт-Петербурге. Но ежегодным и официальным праздник стал после Октябрьской революции и в 1918 получил название «День интернационала». В 1970-е годы он получил название «День международной солидарности трудящихся», которые сократили до Дня труда, а с 1992 года 1 мая официально называют праздником весны и труда. В советские годы в рамках празднования 1 мая традиционными стали демонстрации и шествия трудящихся, концерты и, конечно, митинги. И обычно на второй день торжества устраивали массовые гуляния на природе, так называемые маевки. А по главным улицам городов под марши шествовали организованные колонны рабочих, студентов и интеллигенции с транспарантами. Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства. В наши дни в столице республики 1 мая является одним из любимых народных праздников. Многие коллективы принимают участие в шествиях. В этом году во многих городах России, в том числе и Якутске, решением администрации шествия, к сожалению, отменены. Тем не менее, отмена шествий не отменяет сам праздник. И самым первых якутян сегодня поздравил глава республики Асен Сергеевич Николаев. И вот хотелось бы зачитать поздравительную речь главы республики. Уважаемые якутяне, за последние годы мы сделали колоссальный рывок в экономическом развитии. Якутия – лидер по темпам экономического роста на Дальнем Востоке России. Выражаю искреннюю благодарность тем, чьим трудом были созданы и развиваются промышленный, аграрный, социальный секторы экономики республики. Накануне Дня весны и труда мы вручили в Якутии ежегодные премии «Человек труда» 50 лауреатам премии, которые своим доблестным трудом внесли важный вклад в социально-экономическое развитие республики. В праздничный день адресую самые теплые поздравления и слова благодарности тем, кто сегодня в рядах вооруженных сил Российской Федерации мужественно защищает страну и оберегает мирный труд всех россиян.
В этом году мы отмечаем День весны и труда под девизом «Достойный труд каждого, гарантия благополучия семьи и развития страны». В основе динамического развития региона лежит самоотверженный труд каждого якутянина. Мы гордимся нашей республикой, нашими людьми, их созидательным трудом. Дорогие друзья, желаю вам мира и благополучия, новых трудовых свершений, оптимизма, крепкого здоровья и всего самого доброго. С праздником! Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Ну, также сегодня свои слова поздравления с 1 маем своим родным, коллегам, всем якутянам передают жители республики. Дорогие жители Республики Саха-Якутия, поздравляем вас 1 мая! Мир, труд, май! Ура! Всех жителей республики, наших аликамчан, односельчан поздравляю с 1 мая. Желаю всем добра, мира, любви, хорошей погоды. Дорогие друзья, сегодня 1 мая. Это очень большой праздник. Поэтому разрешите вас всех поздравить с этим праздником. И пусть он будет солнечным, радостным, чтобы ваши были семьи, живы, здоровенькие. Дай Бог всем вам здоровья. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом возродил в стране звание Герой труда, которое присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и перед народом, направленные за обеспечение благополучия, процветания России. В Якутии в год труда главой Якутии Айсеном Николаевым была учреждена премия «Человек труда» в размере 300 тысяч рублей, которую получили 50 лучших тружеников республики. В этом году церемония награждения состоялась накануне 30 апреля. Как отметил глава региона, премия направлена на укрепление в обществе почетного отношения к труду, поддержку института наставничества и преемственности трудовых традиций. Лауреаты премии – это люди, которые своим каждодневным трудом приносят пользу и делают жизнь родной республики лучше и счастливее, подчеркнул Айсен Николаев. Более полувека детский хирург Эдуард Петухов спасает жизни и здоровье юных пациентов. Заслуженный врач республики, отличник здравоохранения Эдуард Иванович уже давно не ведет счет проведенным операциям. Настолько много их у него было. Эдуард Иванович лишь шутит, что нередко к нему своих внуков приводят бабушки, которых он оперировал, когда им было по 5-6 лет. Подробнее о работе уникального человека расскажем далее. В 1972 году, сразу после окончания Якутского государственного университета, молодому хирургу, активному студенту Эдуарду Петухову его преподаватели предложили поучаствовать в становлении нового для республики направления – детской хирургии. И вот уже более полувека Эдуард Иванович работает с самыми маленькими пациентами – от 1 месяца и до 18 лет. Работа очень сложная, потому что сами мы понимаем, что дети не все могут сказать, а некоторые дети вообще не разговаривают в таком возрасте, в маленьком возрасте. И приходится иногда просто интуитивно чувствовать путем обследования, там УЗИ-диагностики, МРТ-диагностики, ну, и пальпации и определенных симптомов приходится диагноз ставить вот уже вот на уровне вот этого, только этого обследования, а не жалоб больного. Как и у любого врача, со временем у Эдуарда Ивановича появился свой круг научных интересов. В частности, проблема острого гематогенного остеомиелита у детей. Раньше этой патологии было очень много. Вот методы лечения, это все вот мы читали, значит, интересовались, как другие лечат это все, вот внедряли это все в себе в отделение, вот постарались, то есть быть на уровне, и нам как-то удалось вот с этим заболеванием справляться. Вот у нас меньше стало уже и летальных исходов. Свой кабинет Эдуард Иванович именует вторым домом и старается навести в нем уют. По стенам висят дипломы и грамоты. Эдуард Иванович активно участвует в спортивной жизни больницы. Играет на спартакиадах в шахматы, шашки и дартс. Тут же стоит аквариум с рыбками, еще одно хобби врача. И почетное место на стене занимает портрет врача, нарисованный одним из маленьких пациентов. Для ребенка приходится быть и мамой, и папой. С самого начала, как только и выйдешь, поэтому стараюсь его успокоить, вот, значит, погладить, побеседовать ласково. И видишь, что у него состояние улучшения, конечно, здесь неописуемая радость есть. Особенно рад ты, когда ребенок выписывается, какие у него глаза, в смысле, живые глаза. За более чем полувековой стаж работы Эдуард Иванович ни разу не усомнился в правильности выбранного пути и никогда не представлял себя никем, кроме как хирургом.
Для него лечить маленьких пациентов – это не просто профессия, это призвание и смысл жизни. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Ну и о премии «Человек труда» подробнее сегодня поговорим с министром труда и социального развития республики Еленой Александровной Волковой. Елена Александровна, доброе утро. Доброе утро, с праздником. Доброе утро, с праздником. Ну и вопрос тоже праздничный будет первый. С каким настроением этот праздничный день встречаете? Ну, безусловно, 1 мая, День весны и труда, конечно, праздничное настроение, замечательное. Это наш с вами праздник всех трудящихся. Мы успели в преддверии 1 мая провести достаточно большие серьезные мероприятия по развитию социально-трудовых отношений, провели республиканскую трехстороннюю комиссию, говорили о необходимости развития семейных корпоративных программ. Год семьи — это очень важно сегодня. Будем проводить соответствующий конкурс. Мы чествовали трудовые династии. Вы знаете, у нас же есть в республике замечательная книга почета лучших трудовых династий. Туда уже включены, в эту книгу, 75 трудовых династий. Вот в 2013 году была включена трудовая династия педагогическая, общий стаж которой членов ее семьи составлял на тот год 803 года. Вот. Представляете? Сколько поколений-то? Да, у нас вот в преддверии 1 мая вышел закон республики, который мы вносили по инициативе главы республики. И будут с этого года новые награды, которые тоже направлены на чествование человека труда. Это, во-первых, почетный наставник. И хочу отметить, появляется новая государственная премия в сфере социальной защиты имени Марии Дмитриевны Нартаховой. Это тоже очень такое важное событие, и в том числе для нашей сферы непосредственно. Ну и, конечно, замечательное мероприятие. Я думаю, что это одно из центральных мероприятий года. Это чествование человека труда. Это премия, которую учредил в прошлом году Айсен Сергеевич в целях именно повышения уважения к человеку труда, которая прошла буквально вчера. Да, ну вот, кстати, там прошла, и вот представители каких вот там отраслей представлены? Вы знаете, абсолютно совершенно разные направления представлены, да. Это и промышленность наша, да, это транспортная сфера, это энергетики, это педагогические работники, здравоохранение, это социальные работники, сфера культуры, абсолютно разные профессии, рабочие профессии, многие-многие. И с каждым, ну вот как с каждым годом, в этом году второй раз мы организовывали именно эту премию. Конечно, мы очень рады, что глава республики ее теперь сделал на постоянной основе, и мы видим, что популярность вот этого мероприятия, вот этой премии растет. В этом году практически около 300 заявок было уже направлено. И что самое главное здесь, это то, что своих кандидатов представляют на рассмотрение непосредственно сами трудовые коллективы. То есть лучших тружеников, да, которые своим трудом, да, достигли таких каких-то очень важных результатов своего труда, лучших наставников. Да, то есть вот именно таких людей вносит трудовой коллектив непосредственно, предусмотрен на несколько этапов, далее рассматривает уже непосредственно отраслевое министерство или ведомство, ну и потом уже на уровне республиканской комиссии отбираются 50 лучших тружеников уже в текущем году. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, лауреат может там до последнего даже не знать, что он в этой премии участвует? Да, есть это... секретно, может, там все происходит в организации? Вы знаете, да, есть такие, так скажем, да, вот рассказывают люди труда, что вот для них это было неожиданностью, да, вот, что вот именно трудовой коллектив выдвинул именно его кандидатуру для соискания вот этой премии. Конечно, то есть это вот получается признание самого коллектива трудовых заслуг. Это очень важно. Ну вот, говоря про признание трудовым коллективом заслуг, это как бы одно, а говоря уже про премию, все равно же есть какие-то критерии, по каким, как правило, все-таки оцениваются, собираются эти заявки, они проходят отраслевые министерства и так далее, какой-то фильтр. Количество стажа, может быть, да, и в конце уже самые главные требования предъявляются к кандидату, что
Какие, да? Во-первых, конечно же, это результаты. То есть сама заявка, она предполагает, да, описание, да, тех результатов, которые достиг конкретный сотрудник, да, коллектива. И, конечно, учитываются такие, значит, моменты, как, допустим, является ли человек наставником. Да? Сегодня это вот очень важно, передавать свои знания и молодому поколению. Да? Всегда было важно. Вот. Вот, что касается стажа, на самом деле, да, были такие вопросы, нужно ли в обязательном порядке учитывать очень такой большой стаж, да, трудовой. Но на сегодня у нас есть и такие лауреаты, как, значит, имеющие стаж более 50 лет, даже вот буквально на одном трудовом месте. В прошлом году у нас прекрасный вот пример из социальной защиты. Галина Александровна Власова тоже получила премию «Человек труда». И вот в этом году уже 52 года на именно работы ее в одной организации в Капитоновском доме-интернате. Да. Но есть у нас и лауреаты, которые достаточно молодые, так скажем, да, но тем не менее они уже за свой трудовой путь значит, показали себя, свои новаторские, так скажем, да, вот идеи, да, они привнесли в свое производство какие-то новые, даже вплоть, какие-то разработки, да, и этим активно делятся, да, учат своих уже еще более молодых, так скажем, сотрудников, поэтому это все учитывается и уже на республиканской комиссии принимается такое То есть решение. перспектива у молодых специалистов есть. Ну, вообще, в целом, говоря про, если даже вот посмотреть на премию «Человек труда», второй год она проводится, в последнее время, в принципе, внимание начинает уделяться такое очень хорошее, скажем так, людям, а вот именно труженикам. С чем это может быть связано? Ну, безусловно, труд — это наше все, да, то есть труд — это основа благосостояния семьи, да, в первую очередь, ведь семья, что самое главное для человека, это семья, да, вот, ну и, конечно, основа благосостояния — труд, наша занятость, да, насколько мы, так скажем, в этом плане, да, жизнеустроены, да, в целом. Ну и, конечно, труд — это развитие нашей республики, развитие экономики, социальной сферы, да, и, соответственно, повышение уровня жизни каждого конкретного человека. Поэтому это очень важно сегодня направление, которое вот в год труда главой республики еще больше внимания так сделан акцент именно на этой категории. Поэтому мы, я думаю, что будем и дальше продвигать, так скажем, инициативы в сфере поддержки человека труда, повышения статуса и уважения к человеку труду и к труду как таковому. Раз мы заговорили о семье и труде, вот сегодня как вы проведете этот день, в семье или все-таки на работе? Ну, сегодня я с Семья — вами... это тоже небольшая работа, между прочим. Это большой труд, на самом деле, воспитание детей, ну и вообще семья. Но сегодня вот я с вами с утра, постараюсь этот день провести с семьей. И вообще вот достаточно длительные выходные. Я надеюсь, что все наши трудящиеся успели отдохнуть, зарядиться, так скажем, силами, позитивом. Государство позаботилось об этих выходных и дало людям Да. возможность чуть-чуть отдохнуть. Поэтому в эти выходные я очень надеюсь, что многие зарядились силами для дальнейших трудовых успехов. Ну и завершая беседу, буквально пару слов. Ваши пожелания нашим телезрителям сегодня в праздничный день? Ну, в этот праздничный день я, конечно, хотела бы пожелать, во-первых, работодателям. Да, я начала рассказ про трехстороннюю комиссию, где мы общаемся с работодателями, с нашими профсоюзами, вырабатываем определенные рекомендации именно в плане развития социально-трудовых отношений. Ну вот каждому работодателю, наверное, хотелось бы в год семьи пожелать развития семейных корпоративных практик, семейных корпоративных программ, которые дают возможность дополнительной поддержки каждого, так скажем, сотрудника, вот работающей женщины, да, допустим. Очень важно, да, поддержать ее вот какие-то вопросы, может быть, в семье, и, соответственно, человек становится более эффективным. Ну, а эффективный сотрудник, понятно, что это уже развитие каждого предприятия. Вот. Ну и, конечно, всем нашим
трудящимся коллегам, конечно, хочу пожелать дальнейших профессиональных успехов, ну и, конечно, здоровья. Вот. Здоровья, семейного благополучия всем нашим семьям, здоровья близким и родным, вот, чтобы были крепкие тылы для того, чтобы дальше покорять какие-то новые трудовые. Ну, мы, в свою очередь, вас тоже поздравляем и желаем, как женщине, трудящейся женщине, весеннего настроения. Спасибо И огромное. благодарим, естественно, за эту беседу. Хорошего вам сегодня праздника, ну и успехов в дальнейшей вашей деятельности. Спасибо огромное. Вот. Ну, как уже неоднократно сказали, буквально вчера состоялось вручение премии «Человек труда». Впервые ее учредили в прошлом году, и уже сегодня количество номинаций увеличилось. Всего же в канун праздника весны и труда 50 лауреатов получили свои награды. Тему продолжит Вероника Таюрская. Эдуард Петухов работает детским хирургом в Национальном центре медицины более 50 лет. За это время он спас не одну жизнь. На счету Эдуарда Ивановича свыше 10 тысяч операций. Детского хирурга по праву можно назвать человеком труда, ведь он стоял у истоков зарождения этого непростого направления в Якутии. В составе санавиации Эдуард Петухов объездил всю необъятную республику. Для нас всех, тружеников республики, это большое событие. И, конечно, вот то, что правительство наше, мое министерство выделило нас, и мы должны получить вот эту награду. Люблю свою профессию, люблю маленьких детей. Вот, горжусь тем, что я был у истоков детской хирургии. Все свое свободное время следующий лауреат проводит за конструированием изделий из подручных материалов. Трудовой стаж Ивана Алексеева более 29 лет, 12 из которых он мастер участка Оленёкского филиала ГУП ЖКХ. В его подчинении 30 человек и 5 котельных. Он рад, что получил премию «Человек труда». Хочу сказать спасибо нашему Илдархану Арсению Сергеевичу Николаеву. И буду еще раз трудиться во благо нашей республики, предприятия и своего района. Коллектив у нас дружный, всякие мероприятия, все вместе стараемся отметить по мере возможности. Если в прошлом году поступило 194 заявки, то в этом году их количество увеличилось в 2 раза. А также расширилась география участников. Так улусов стало 33. Наша как раз вот традиция, которую мы заложили в прошлом году, что лауреатами этой премии должны стать именно те, кто бесспорный авторитет своей отрасли, бесспорный авторитет в своем предприятии. И спектр профессий тоже очень широкий, вот, и это тоже радует. И самое главное, еще раз говорю, что это те люди, которые своим многолетним трудом доказали, вот именно показывают всем нам пример ценности труда. Премия помогает поощрять людей труда и не оставлять их заслуги незамеченными. Вероника Таюрская, Иван Сорокомов, Якутск. Ну, а мы с радостью хотим представить вам героя премии «Человек труда» этого года Эдуард Бысыев, сотрудник Якутск Экосети. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас в первую очередь. Ну и, конечно же, поздравляем с наградой. Спасибо. Вот. Ну, для начала, наверное, главный вопрос. Да, чем конкретно вы занимаетесь в компании? Каков ваш труд основной? В компании Якутск Экосети я работаю в ремонтной зоне сварщиком. В ремонтной зоне мы занимаемся ремонтом и обслуживанием нашей спецтехники. Получается, да. Но вот мы только что говорили с министром труда, что для многих лауреатов порой бывает неожиданностью. Для вас было неожиданностью, что вы стали лауреатом? Для меня было очень неожиданно, честно говоря. Но при каких обстоятельствах это произошло? Вы сидели где-то, стояли? Шел по улице. Так, и раздался звонок? Да, и мне позвонили как раз. А позвонили с работы или... Нет, не с работы. Сказали, с Министерства труда. Ага. И еще, скорее всего, там за день буквально до вручения или в день? Нет, не в день вручения. Ну вот в середине апреля мне позвонили. Сказали, что я стал лауреатом. Ага. Ну, такая приятная неожиданность для каждого человека. Ну, мы только что с Еленой Александровной Волковой, министром труда, разговаривали о возрасте человека, который получает эту премию. Ну, мы видим наглядно, что человек молодой. Да. Да, мне 27. Ну вот вы уже человек труда, на самом деле, тут показатель того, что труд
возраста не имеет. Абсолютно. Главное, чтобы он был честным, главное, чтобы он был продуктивным. А как считаете, в чем секрет вашего успеха? То есть трудовой ваш коллектив, он же вот вас выдвинул на эту премию, вас отобрали, заявка ваша прошла. Да, в первую очередь за эту премию я благодарен своему коллективу и в большей степени своему руководству, что поверили в меня и выдвинули меня как кандидата. Ну и завершая беседу, конечно же, в праздничный день пожелания вашим коллегам, пожелания нашим зрителям, ну и всем якутянам в День труда. Ну, в День труда я пожелаю всем труженикам, получается, все же работящие люди, достижения больших высот в той отрасли, в которой они трудятся. Ну и, как еще сказать, с праздником. Да. Получается. Все просто. Да. Вот Да. с Мы, в праздником. свою очередь, тоже вас поздравляем, желаем всего-всего прекрасного, хорошего, успеха в труде, ну и весеннего настроения вам. Ну, а мы продолжаем нашу праздничную викторину. Был у нас первый вопрос. В каком году демонстрацию в Якутске впервые возглавили колонны школьников Якутска? И уже поступили ответы. С победителями обязательно свяжутся наши администраторы и расскажут, как же, собственно, получить свой Дальше подарок. взаимодействие, да? Да. Ну, а правильный ответ звучит следующим образом. В 2019 году, который был объявлен тогда в республике годом консолидации, праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда, прошла по-новому. Впервые демонстрацию возглавили колонны школьников города Якутска. Правильный ответ, соответственно, 2019 год. Но не одним билетом мы сегодня едины. Еще один подарок сегодня будет. И нужно ответить на второй вопрос, чтобы его получить. История праздника 1 мая в России начинается в 1890 году, когда мировые коммунисты в первый раз отметили эту дату. Он стал международным праздником пролетариев, отмечался как День солидарности трудящихся. И долгое время главным лозунгом 1 мая было «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». И вот, внимание, вопрос. С какого года начинается история праздника у нас в Якутии? Ответы пишите в комментариях нашего телеграм-канала «Утро Якутии». QR-код вы видите на экранах. Смело заходите и пишите свои варианты ответов. Напоминаем, победители получат билеты в кинотеатр «Синема-центр». В этом году отмечается 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали, давший толчок развитию Южной Якутии и всего Дальнего Востока. И сегодня наш корреспондент в Нерюнгри Иван Лазаренко встретился с людьми, стоящими у истоков этой грандиозной стройки. Он сейчас на прямой связи со студией. Иван, здравствуй. Коллеги, приветствую. Добрый день, уважаемые телезрители. Мир, труд, май. Эти три слова знает каждый житель нашей страны, причем слово «труд» здесь ключевое. К большому сожалению, в Нерюнгри, как и во многих городах нашей страны, праздничные торжественные шествия отменены, но это не повод не славить людей труда. И сегодня мы как раз у таких людей и находимся, причем людей труда с большой буквы, людей, которые стояли у истоков начала строительства Байкало-Амурской магистрали, людей, которые в числе многих десятков тысяч молодых людей откликнулись на решение 17-го съезда ВЛКСМ, где Байкало-Амурская магистраль была объявлена ударной комсомольской стройкой. И как это было, как начиналось это грандиозное эпохальное строительство, мы узнаем у непосредственно участников этих событий. Рядом со мной, вот сейчас мы здесь, покажи, Вадим, мы находимся на встрече ветеранов Байкало-Амурской магистрали, и непосредственно у ее участников мы и спросим, как все это было. Иннокентий Иванович Пономарев, добрый день, я вас приветствую. Ну, во-первых, с праздником. Ну и расскажите, как вы приняли решение поехать на БАМ и чем вам эти события запомнились? Ну, мне как-то по телевизору, по радио все время рассказывали БАМ, БАМ, БАМ. Но у меня что-то не сиделось, не работалось. Работал я сельхозтехникой Черепчинского района. Ну и взял ехать, решил. У меня там друг Миронов Александр Николаевич, он посоветовал, ты бери путевку, там по путевку удобнее тебе будет. Ну вот, я райкомола, комсомола, кое-как добился путевку, правда, не давали, не отпускали с работы. Ну, попал я сюда. Ну скажите, было сложно, тяжело? Тут приехали, нас по путевку, кто приехал, встретили очень хорошо.
попал в комбинат Якутогульстрой и на строительской фабрике. Ну, тяжело работать, тяжело было. Мы 2 рекорда всесоюзно дали по суточному подъему скользящей опалубки. У нас кто за 40, те максимум месяц выдерживали. Такая тяжелая работа была. Ну, я молодой был. Ну вот так и бетонщиком вот я тогда работал. Но не жалеете, что приехали? Да нет, я все так как-то, ну как, энергично, все вперед, все так весело. И свободное время тоже весело проводили. Ну что ж, большое спасибо вам за ваш рассказ. Еще один герой БАМа, это Людмила Ильинична Банаева. Ну, расскажите и вы свою историю, как вы, хрупкая такая девушка, вдруг решились на такое, скажем так, очень тяжелое событие. Так. Я приехала 4 августа 1976 года по комсомольской путевке. И, короче, бригада Алексеева вперед приехала и нас встретила. В Чульмане тогда порт, в Чульмане были, и нам еще цветы дали, иван-чай вот это. Ну, короче, встретили нас. Угу. Так, и с 1976 года, 4 августа мы приехали, ну и в старом городе мы жили 8 лет. И ездили на работу, начинался город-то деревянных домов же, деревянных домов. И у нас бригада Алексеева управляла. Она депутат туда-сюда, короче. Угу. Угу. Так, и вот я начинала бригаду, начинала и закончила я его. Вот так получилось. А чем именно вы занимались, кем работали? Штукатуры-маляры. Штукатуры-маляры, но строили деревянные дома, а потом уже каменные дома пошли. Такой вопрос. 1 мая отмечается в нашей стране уже давно. Как вы отмечали, когда строили БАМ, этот праздник? По праздникам мы ходили на парад все время, потому что молодые все были и энергичные, короче. Там они песни пели туда-сюда, короче. Выходили на парад, короче, ездили. Ну вот, по городу. Угу. Ну, я смотрю на вас, энергии в вас не убавилось совершенно. Может быть, поздравляя наших телезрителей с праздником, какую-нибудь песню? Какую песню? Так. Ну, я волнуюсь очень, не могу. Да все мы волнуемся, но все-таки праздничный день, волнение здесь совершенно уместно. Давайте чуть-чуть, пару строк. Ну, поздравления можно, наверное. Всех жителей города поздравляю. Они очень рады, что мы строили город, и наш очень красивый город, город Нерингаль. И этим я очень горжусь, короче. Ну а мы, я скажу вам больше, гордимся всеми вами, потому что действительно участие в таком масштабном мероприятии очень дорого стоит. На этом все, коллеги. Мы прощаемся и присоединяемся к этим замечательным людям отмечать 1 мая. С праздником, дорогие телезрители! Спасибо большое за эту атмосферу праздника невероятную. Такие оптимистичные, радостные жители Нерингри там. Иван, главное, не волнуйтесь. Все мы волнуемся, ничего страшного. Вот. Но помимо строителей, конечно же, вообще человек труда, труд — это всеобъемлющая такая сфера. Нет каких-то специальностей и направлений, которые нельзя считать трудом. Вот, например, кстати, геологи Алроса работают во всех сферах алмазодобычи, от поисков до обогащения. Каждый мечтает об одном — открыть алмазоносное месторождение. В честь профессионального праздника лучших гидрогеологов, полевиков и камеральщиков наградили дипломами, сувенирами и премией. Подробнее об исследованиях драгоценных камней и роли сотрудников компании смотрите в следующем сюжете. Так, в карбонатных, например, породах мне нужно изучить слоистость
сколько прослоев. Чтобы разглядеть все детали на керне, нужно разломать породу молотком или капнуть на нее кислоту. Вот кому пригодилась и физика, и химия. Геологу. Гермен Гитоев, вчерашний студент, в компании трудится всего 5 месяцев. Но на вопрос, о чем мечтает каждый геолог, отвечает, как и матерые коллеги – открыть алмазную трубку. Геология сама профессия для романтиков, для первооткрывателей. Надо душой к этому быть расположенным. Без этого ничего не получится. Представьте, вы 3 месяца летом наедине с природой, с закатами, капелью дождя по палатке. Найти драгоценные кристаллы Герман еще успеет. Пока же в керни попадались кварц и перит – золото дураков в народе. Коллега из соседнего цеха, шлихопромывочного комплекса, в профессии 11 лет. На практике встречал всевозможные полудрагоценные камни, спутники алмазной руды. Пиропы, пикромениты, оливины попадались, хромшпинелиды, хромдиопсиды, тоже красивые, грассуляры иногда попадались. В лабораторию их отправляли, и чтобы там уже осматривали, оценивали их качество. Соответственно, по этим же качествам определяли месторождение. Коллеги называют Георгия лучшим в своем деле. Он исследует пробы круглогодично. Другие же промывают породу только летом, в полях. Любовь к ремеслу мужчине привил отец. Всему обучил и помог трудоустроиться. Теперь сотрудник передает знания другим. Уже крупную фракцию мы растягиваем и, соответственно, просматриваем на наличие спутников, чтобы они у нас вперед не ушли, так сказать, чтобы их не потерять. Работа требует много внимания, концентрации, физического и умственного труда. Начинающим промывальщикам в пробы засыпают индикаторы, искусственные камни. Новички учатся до тех пор, пока не перестанут пропускать камни при промывке. Компания «Алроса» начала путь именно с геологов-первооткрывателей. В 50-х годах в Якутии открыли алмазные месторождения. С тех пор геологическая служба компании трудится на всех этапах алмазодобычи от поисков до обогащения. Сотрудники компании отмечают профессиональный праздник в первое воскресенье апреля. В Мирном лучших гидрогеологов, полевиков, камеральщиков наградили дипломами, памятными сувенирами и премией. Экспедиция за последний год окрепнет, прирастает новыми объектами, прирастает новыми направлениями, добилась определенных успехов и в алмазах, и в золоте. Елизавета Седых, Александр Еремин, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Вот между тем, в 30-х годах 20 века в Советском Союзе началось движение женщин за овладение мужскими профессиями. С тех пор женщины все активнее начали их осваивать. Сейчас уже почти не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами, и везде они добиваются впечатляющих результатов. Сегодня мы познакомим вас с девушкой, которая, вопреки стереотипам, выбрала не совсем обычную для женщин профессию и доказала самой себе и окружающим, что дамы не уступают мужчинам ни в деловых, ни в профессиональных качествах. Так уж повелось, что женщин называют слабым полом, а при слове «сантехник» в голове всплывает образ мужчины в рабочей одежде, с чемоданом и ключом наперевес. Действительно, встретить девушку в этой профессии довольно сложно или практически невозможно, но наша сегодняшняя героиня Алена Анохова развеет все стереотипы. Она не боится испортить маникюр или испачкать туфли, мастерски владеет инструментами, может устранить любые проблемы с сантехникой и, более того, обучает этому своих студентов. Преподавать мне нравится. Ребята очень хорошие, интересные. Мы с ними также новые методики разрабатываем. Мы с ними интересуемся чем-то новым, то есть новым оборудованием. Коллектив у нас самый замечательный в техникуме. Поэтому преподавать сложностей никаких в принципе не бывает. Просто бывает, конечно же, индивидуальный подход со студентом. Я поступила в коммунально-строительный техникум по специальности теплоснабжения и теплотехническое оборудование. Это семейная династия. У меня вся семья училась в коммунально-строительном техникуме. Студенты Алены ходят на пары с большим удовольствием. Девушка преуспевает в педагогической деятельности и также не забывает о физическом развитии. Ведь сантехник должен обладать не только специальными знаниями, но и физической силой и выносливостью. Работать приходится с тяжелыми инструментами. Зачастую требуется приложить немало усилий, чтобы раскрутить или наоборот плотно прикрутить деталь. В этом Алене помогает спорт. Так как в моей профессии, конечно же, нужна физическая сила, я каждое утро делаю пробежку
то есть это обязательно, и непосредственно практикуюсь. То есть любой хороший мастер, он должен каждый день заниматься практической работой. То есть невозможно просто только теоретически рассказывать или немножко показал. Ты должен постоянно чему-то новому также учиться, физически себя держать в форме. Мы также гнем трубы, нарезаем резьбы. То есть всегда должна быть физическая подготовка, конечно же, обязательно. Девушка постоянно принимает активное участие в различных конкурсах и занимает призовые места. На днях Алена победила в региональном этапе конкурса «Мастер года» в компетенции сантехника и отопление. И уже осенью собирается лететь в Тюмень, представлять Якутию на всероссийском этапе. Я просто хотела узнать что-то новое для себя, войти в эту атмосферу конкурса, а также просто получить, наверное, новые знания и опыт. Когда я выиграла уже первое место, и все увидели то, что ничего себе, в Республике Саха-Якутия есть девочка, которая занимается достаточно сложной профессией, всех это заинтересовало, что и больше меня и вдохновило на то, что надо, наверное, заниматься, надо продвигать то, что девушки могут делать то, что не могут даже некоторые мальчики. Вот так вот. И кто после этого назовет женщин слабым полом? На самом деле в современном обществе женщина может работать практически в любой профессии и в каждом деле преуспеть. Нужно только большое желание, трудолюбие и стремление к постоянному саморазвитию. Илана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Ну что ж, вы только что сами убедились, что женщины в мужских профессиях сегодня не редкость. Но в этой сфере, о которой мы сейчас вам расскажем, женщин действительно почти нет. Речь идет о буровиках. Ну, а в Якутске мы нашли женщину, которая возглавляет буровую компанию. Кроме того, она тренер по фигурному катанию. Как связаны, казалось бы, такие разные виды деятельности и как наша героиня успешно с ними справляется, расскажем далее. Глаза боятся, а руки делают. Наталья Руднева – директор компании. Но сегодня она сама села за руль буровой установки. Считает, что руководитель в первую очередь должен знать, чем занимаются его подчиненные. Работают в коллективе исключительно мужчины, в том числе и супруг, а также свекор. Наталья уже лет 15, я знаю. Ну что, руководитель она хороший, вообще хороший. Работа есть всегда. Если она сказала, попробуй, только не сделай. Характер у нее, как у отца, наверное. Крутой характер у Маратовны, так называют ее коллеги, от отца. Марата Фасхудинова тоже буровых дел мастера, пробурившего не одну сотню свай под будущие дома не только в Якутске, но и во многих районах республики. И, кстати, мне говорят часто те люди, которые работали с моим отцом, что я на него очень сильно похожа и внешне, как будто Марат, но только в женском обличии, да, характером. И отец был порядочный. Вот о чем осталась память, что он был мужик. Он прям был мужик, все про него так говорили. Что вот он сказал, он сделал. В свое время отец запретил Наталье идти в милицейскую школу. Он считал, что девушке не место в мужской профессии. Но так распорядилась судьба, что после ухода главы семьи продолжать семейный бизнес, кроме Натальи, было некому. Сейчас, я думаю, наверное, он мной уже гордится. Именно если на сегодняшний день. Потому что уже 16 лет, как я управляю его предприятием. То есть я продолжила жизнь этого предприятия и название сохранила даже, да. Когда отец умер, все. И вот надо было решать, что делать дальше. Ну, тяжело, конечно. Все-таки это не женская работа. Приходится мыслить по-другому. Очень часто приходится мыслить как мужчина. То есть я научилась себя переставлять на место мужчины и рассуждать, думать, как вот поступили бы они или даже мой отец, что бы он сделал. Свое женское начало наша героиня все же не задвинула на задворки. И вторая ее работа – тренер по фигурному катанию, куда, впрочем, тоже пришла вначале, как и строительство, по необходимости. 2 детей Натальи занимались этим видом спорта, и нужно было их поддержать. Выучившись на тренера, сегодня она растит будущих хоккеистов и чемпионов фигурного катания. Мне понятна работа буровая, да, и понятна работа тренера по фигурному катанию, потому что их связывает одно – техника.
техника катания, техника бурения. Конечно же, во мне были и есть такие творческие задатки, что вот у меня музыкальный слух, я закончила музыкальную школу. То есть я вот так же, как отец, научилась играть на баяне. Мы иногда с ним даже спорили, перетягивали этот баян, потому что я слышала, как он фальшивит. Мы смеялись все время. Я говорю, дай мне, ты фальшивишь. Вот. И фигурное катание меня спасло. Вот именно сохранить свою нежность, красоту, какую-то мечту. В фигурном катании, как и в бизнесе, наша героиня ставит конкретные цели. Главное, чтобы были результаты. И любое препятствие для нее вызов, который нужно преодолеть. У нас, конечно, построили вот лед, да, второй, строят третий лед. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас был круглогодично лед, потому что вид спорта фигурное катание же только на льду. Ты можешь учиться только на льду. А 3 месяца в году, когда отнимают, это, конечно, очень большая нехватка для спортсменов. Лед и вечная мерзлота для нашей героини – не застывшие субстанции, а самая настоящая страсть и дело жизни. И, похоже, они покоряются только таким, как Наталья, преданным и трудолюбивым. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. Ну а 1 мая всегда был, так сказать, ребенком профсоюзов. Именно они были организаторами, идейными вдохновителями этого праздника. Хоть в этом году во многих городах и населенных пунктах отказались от проведения митингов для жителей нашей республики, праздник весны и труда является долгожданным событием после долгой зимы. Поэтому в каждой семье принято праздник отмечать. Федерация профсоюзов Республики Саха-Якутия – это мощная общественная сила, направленная на защиту прав и интересов трудящихся. Организация принимает самое активное участие в политической, экономической и культурной жизни региона и страны. В основе ее успешной деятельности суммарная работа первичных профсоюзных организаций республики. Федерация профсоюзов республики объединяет 22 членские организации с общей численностью 171 451 член профсоюза. В состав членских организаций входит 2683 первичных профсоюзные организации. В районах и городах действует 21 координационный совет организации профсоюзов. Стабильность трудовых отношений – залог стабильности общества. Именно поэтому профсоюзы Якутии выдвигают актуальные требования к органам власти и работодателям по защите социальных прав и интересов людей труда. Вот об этом сегодня поговорим с председателем Федерации профсоюзов республики Николаем Николаевичем Дегтяревым. Николай Николаевич, здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Возможно, как никогда, как ни для кого, для вас это прям праздник-праздник. Исторически так сложилось. Ну, собственно, основной девиз первомайской акции всегда было «Достойный труд каждого». Ну, про достойный труд, про достойную жизнь трудящихся мы всегда говорим. Почему именно формулировка «Достойный труд каждого» – гарантия благополучия семьи и развития страны? Еще раз добрый день. Ну, вы знаете, этот год президентом страны объявлен годом семьи. Ну, профсоюзы, как никто другой, стоят на защите интересов трудящихся женщин, молодежи. И вы знаете, принято очень достаточно много беспрецедентных мер социальной поддержки, ну а мы, как профсоюзы, защищаем интересы трудящихся. Также достаточно много внесено изменений трудового законодательства в защите интересов многодетных семей, поэтому вот как раз в этом году, 3-5 апреля, у нас прошел 12-й съезд ФНПР, где приняты 15 резолюций, одна из которых гласит, что мы должны обеспечивать и поддерживать многодетность трудящихся женщин. Поэтому сейчас и 5 марта у нас в республике был проведен форум трудящихся женщин. Как раз вопросы семейной политики, поддержки трудящихся женщин, ну и отцов также очень ставились, и было достаточно поднято очень острых вопросов, которыми сейчас мы уже по принятой резолюции работаем с правительством республики, с работодателями, ну и ставим вопрос на российском уровне. Ага, Николай Николаевич, вот весной стало известно, что майские шествия как бы отменены. Вот по какому принципу, в каком формате, какую программу, что ожидает наших жителей республики? Ну, мы воздержались, действительно ситуация достаточно сложная. Но 1 мая никто не отменяет, и сейчас во всех социальных сетях идут конкурсы, интерактивные конкурсы. Пожалуйста, принимайте участие. Я
был удивлен, уже со вчерашнего очень много активной участия это в телеграм-канале Федерации профсоюзов. Ну и торжественные мероприятия пройдут во всех городах. Сегодня городской округ на площади Орджоникидзе и на площади Дружбы с часу дня также проводят свои мероприятия. Для нас очень важно было провести наше трехстороннее соглашение, то есть комиссию правительства и работодателей, где также мы обсуждали вопрос первомайской всероссийской акции, и наши социальные партнеры, и правительство, и работодатели его поддержали. Ну и буквально вчера, вы знаете, состоялось награждение, церемония вручения премии главы Республики Саха-Якутия «Человек труда». Ну, у вас уже в гостях они были. Это очень значимое событие. Мы благодарим главу республики, что уже это становится традиционным. И мы всегда должны стоять на повышении престижа человека труда. Действительно, труд – это созидательный, это как раз на развитие нашей республики, нашей страны. Ну, действительно, отмечать трудовые заслуги – это всегда хорошо, но есть вопрос, именно в направлении которого, как правило, работает профсоюз. Это вот, опять же, повышение оплаты труда, вопрос дифференциации заработной платы работников, в первую очередь, наверное, даже бюджетной сферы. Какая работа проводится в этом направлении профсоюзом? Ну, к сожалению, у нас еще не принят порядок индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Мы с нашими социальным правительством эту работу ведем. Ну и как раз вы правильно отметили, одним из острых у нас остается вопрос дифференциации оплаты труда неквалифицированных рабочих и специалистов. Вы знаете, в этом году также беспрецедентный рост минимального размера оплаты труда на 18,5%, а у нас индексация заложена всего лишь на 5,5%. Поэтому фактически переравниваются заработные платы специалистов с высшим образованием и, как я уже сказал, неквалифицированными рабочими. Поэтому в этом вопросе мы еще раз ставим перед правительством, требуем, чтобы у нас индексация еще также второй раз была проведена. Ну, проект сейчас находится на согласовании. Очень надеемся, что в этом вопросе нас поддержит правительство. Ну, тем более и глава республики в своем послании этого года этот вопрос тоже затронул. Поэтому, решая эти вопросы, одним еще самых главных вопросов – это переход на новую систему оплаты труда. Сейчас оно формируется, и в своем послании президент страны, и на нашем съезде он поставил перед нами задачу совместно провести эту работу, чтобы все-таки у работников бюджетной сферы была достаточно достойная заработная плата. К сожалению, мы констатируем, когда у семьи многодетных уровень заработной платы не очень высокий, и фактически они на риске находиться в бедности. Вот, поэтому эти вопросы действительно очень актуальны. И один из самых главных вопросов – это вопрос охраны труда, улучшения условий труда. К сожалению, по прошлому году у нас резкий скачок несчастных случаев со смертельным исходом. Эту ситуацию мы должны переломить. И в этом году мы обновили наше соглашение с Гострудинспекцией. Мы будем участвовать в профилактических визитах. Ну и призываем наших работодателей обратить особое внимание охране труда. Николай Николаевич, ровно год назад, 3 мая, главой республики был издан указ о развитии социального партнерства в сфере труда в Республике Саха-Якутия. Как профсоюзами республики проводится работа с социальными партнерами для улучшения положения трудящихся, создания безопасных, достойных условий? Это в продолжение того, что вы только что сказали, но именно конкретно что предпринимается? Ну, конкретно, во-первых, буквально вот на прошедшем 26 апреля трехсторонней комиссии я поставил вопрос, чтобы в полномочиях всех министерств, ведомств был раздел о поддержке и реализации социального партнерства. Если мы говорим о
республиканском уровне у нас достаточно на высоком уровне проводится эта работа, но в отраслях некоторых оно немножко отстает. Поэтому, если эти полномочия будут, то я надеюсь, что работа возобновится. Ну и, конечно же, вот указ главы республики также обращен к муниципальным образованиям. У нас есть открытые места по работе территориальных трехсторонних комиссий, поэтому и даже у нас, у профсоюзов, не хватает наших работников по координационным советам. Мы также в этом году поставили перед собой цель, если мы говорим о 21 районе, то мы хотим, чтобы к следующему году уже во всех муниципальных образованиях были созданы координационные советы профсоюзов. Ну, вот как мы уже упомянули про альтернативу празднования 1 мая именно трудовыми коллективами, проводятся в социальных сетях, в Телеграме различные конкурсы. Вот один из них, насколько нам известно, конкурс первомайского оформления фасадов и территорий предприятий. И опять же, насколько мы знаем, достаточно активно трудовые коллективы в этом принимают участие. То есть, ну, почему праздник так любим? То есть даже, может быть, за рамками вот этой профсоюзной деятельности, то есть изначальная суть демонстрации была там у ее истоков, это заявить о правах трудящихся. Сегодня все-таки это прям какой-то праздник, и он, получается, очень сильно прижился в трудовых коллективах. Ну, сам праздник, наименование весны, оно присутствует. Раньше еще и май был. Это связано не только с нашими вот профсоюзными акциями, а прежде всего и с наступлением весны нашей, календарной. Ну, климатической, так скажем, не календарной, а климатической. Поэтому сегодня вообще на улице очень хорошая, теплая, солнечная погода. Я призываю всех граждан также принять самое активное участие во всех мероприятиях. А во многих районах уже на протяжении нескольких лет сразу шествия идут на субботники. Различные этим помощь оказывают нашим малоимущим, вот сейчас нашим семьям, служащим СВО. Да? Поэтому этих различных форматов очень много, поэтому мне просто хочется всем поблагодарить за активное участие и, конечно же, наших коллег за их общественную деятельность. Ну что ж, мы благодарим вас за эту встречу, что раннее утро встречаете вместе с нами. Ну а мы продолжаем. Защита гарантий и прав трудящихся остается главной задачей профессиональных комитетов. Профсоюзы действуют более чем в 10 организациях Алданского района. Присоединение ко всевозможным акциям и проведение разнообразных мероприятий, оказание содействия сотрудникам в решении их проблем, занятость в профсоюзных делах не бывает нормированной. Какие направления включает в себя работа во благо сотрудников, узнавали наши корреспонденты. С праздником 1 мая! Здоровья, энтузиазма и новых свершений в профессии пожелали председатели профсоюзов организации предприятий Алданского района трудящимся. Флешмоб прошел в канун 1 мая в стенах культурного центра компании «Железные дороги Якутии». Проведение акции было инициировано активистами Алданской центральной районной больницы. Сейчас очень сильно повышается рост профсоюзного движения. Мы приглашаем всех в профсоюз, потому что он защищает наши интересы, защищает наши права, помогает нам учиться, повышать свои профессиональные навыки, защищает наши трудовые интересы. Задачей профсоюзов сегодня остается защита прав трудящихся, своевременное представление кандидатур на присвоение званий и на поощрение, оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях, оплата лечения и улучшение условий труда. В профком сотрудники обращаются с разными вопросами. Часть их составляют трудовые споры. Бывают некоторые такие вопросы, мы пытаемся их решить и всегда в пользу работника, конечно. Параллельно решению возникших проблем комитет информирует граждан об их социальных гарантиях. Профсоюзные деятели заботятся как о сотрудниках, так и об их близких. Не остаются без внимания работники, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Конечно, профсоюз работает и не только с теми трудящимися, которые в данный момент трудятся в наших организациях, учреждениях. Мы не забываем о наших студентах, которые у нас тоже являются членами профсоюза. Мы не забываем и навещаем наших ветеранов.
Освоение золотоносного Алдана, начавшееся в 1923 году, дало импульс развитию профсоюзного движения в Якутии. 27 декабря 1923 года на прииске Незаметном стало днем рождения первой организации рабочих. Сегодня профкомитеты действуют более чем в 10 организациях и предприятиях района. Председатели активно взаимодействуют, обмениваются опытом и делятся практиками в решении нестандартных ситуаций. Именно профсоюз поддержит и в трудную минуту, и когда человек себя почувствует плохо, значит, отправит оздоравливаться в санатории, профилактории, материальную помощь оказывает. Ни один вопрос трудящихся не остается без внимания. На его решение направляются общие усилия. Защита прав, отстаивание интересов и оказание помощи должны быть гарантированы каждому работнику. Этот принцип был и остается главным для актива каждого профессионального союза. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Вернемся к лозунгу 1 мая этого года, в котором упоминается в том числе и семья. И напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране годом семьи, чтобы сохранить и защитить семейные ценности. А у нас в Якутии для создания новых возможностей развития юных якутян глава региона Айсен Николаев объявил этот год годом детства. В республике в этих направлениях государственной политикой предусмотрены меры поддержки молодых и многодетных семей. Они, конечно же, расширяются. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время прямой линии, приуроченной ко Дню республики. Это пособие, питание школьникам, карта юного жителя Якутии, сертификаты в размере 50 тысяч рублей для компенсации оплаты обучения, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и другое. Главная цель проведения этого года – возрождение уважительного отношения к большой семье, способствование укреплению семейных ценностей. Люди, прожившие вместе 50 лет, доказали временем взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Так, среди таких людей золотую дату в этом году отмечают супруги Аболкины из Алекминска. О семейном союзе длиной в полвека, про жизненную дорогу, которую юбиляры прошли рука об руку, рассказывают сами Галина Иннокентьевна и Владилен Ильич. Галина Иннокентьевна и Владилен Ильич выросли в одной деревне, учились в параллельных классах. После службы в армии сыграли свадьбу. А в этом году Аболкины отмечают золотой юбилей. 50 лет совместной жизни. Стали вот с 15 лет друг к другу приглядываться. Ну, конечно, кто приглядывался. Наверное, с первого взгляда. Симпатия. Симпатия, да. Вот так. Только взрослели. Владилен Ильич, ну расскажите про Галину Иннокентьевну, а какая она? Ой, какая она. Ну, как видите, какая она. У меня хорошенькая. А кто строже? Ну, я, наверное, строже. Мы оба зайцы, она кликнет, я убегаю. Кусты. Мы так говорим, как вы ладите, говорят. А мы зайцы, один на другого рявкнет у кусты. Так и живем. И дожили 50 лет. Ну, вроде бы и недавно как будто было. Да, вроде, да. Галина Иннокентьевна 36 лет проработала в детском саду. Глава семейства трудился в совхозе. Почти 40 лет держали скотину. А на сегодня остались только кони. 10 лет работали, крестьянское хозяйство организовывали, старший сын работал. И вот мы 8 коров доили. И еще на работу успевали, бегали. Мы еще работали. Когда поженились, мы работали в этом. Тогда совхоз Пермитянский был, да? Ага. На ферме. Доерами работали. Доерами одно время работали. Ага, да, ага. Потом ну зимой-то тоже, а у нас мотоцикл был старый, старенький, ковровый. И вот его всю зиму ездили, и весну ездили. Вот на это. На мотоцикле. В любви и согласии супруги Аболкины воспитали и вырастили 4 детей. Своими успехами наших юбиляров радует сегодня 11 внуков. А каждое лето большая семья любит собираться вместе и выезжать на природу. Едем на берег. На речку, да. Встречаем вот лето. Да. Купание, там рыбалка, все. Дедушка-то наш на руки мастер. Он всем внукам, когда приезжает, старых великов велики собирает. Все внуки на великах, и я тоже на велике. А что можешь про дедушку с бабушкой сказать? Ну, добрые. Еще? Ага. Заботливые. Так. А что любишь делать вот с дедушкой, например? Как проводить время?
На буране ездить. Коней кормить. Такая пара, да, которая вот сколько уже я примкнулась к их семье, да, уже 13-й год пошел. И вот никогда я не слышала, чтобы они кричали друг на друга, да, всегда заботятся друг о друге, всегда поддерживают друг друга. Вот такие они у нас. Конечно, жизненный путь семьи не бывает легким. Неизбежны трудности, ошибки, радости и победы. Но уважение и любовь супругов помогают пройти все жизненные испытания, научиться понимать друг друга с полуслова. А глядя на эти счастливые лица, становится понятно, они настоящий пример для всех нас. Катерина Винокурова, Ренат Нахиев, Первый Нюрюктяй, Алёкминский район. Вот какой замечательный пример крепкой семьи. Но сегодня мы хотим познакомить вас с еще одной замечательной семьей. Наши коллеги уже находятся в гостях у большой дружной семьи Павловых. Приемная семья Александра и Оксаны Павловых, у которых 24 ребенка разных возрастов, живет в селе Пригородное вблизи столицы республики. Сейчас супруги воспитывают 10 детей, которым еще нет 18. Ну и рядом с ними прямо сейчас находится наш корреспондент. Даяна, приветствуем тебя. Познакомим наших телезрителей с семьей Павловых. Какие традиции у них есть в день 1 мая и как они вообще этот прекрасный праздник встречают? Приветствую вас, коллеги и телезрители. Поздравляю вас с праздником весны и труда. Ну и, конечно же, в этот день принято время посвящать семье, отдыху и первым работам на дачных участках. И сегодня мы в гостях у семьи Павловых. Они живут в большом частном доме, и работы, конечно же, очень много. Как и полагается, в каждой семье есть свои собственные традиции. Поэтому давайте мы узнаем у средней дочери Светланы, какие же традиции существуют в вашей семье. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы 1 мая, у нас субботник. Мы готовим шашлыки. И после всего, как мы уберемся, мы едим эти шашлыки. У нас стол накрывается. 9 мая мы выходим на гору всей семьей. Там пикник, все такое. На Новый год мы всей семьей украшаем наш большой дом. У нас становится очень уютно, прям новогоднее настроение. Также наши старшие братья и сестры, они между собой тайный Санта. И нам так дарят подарки, также наши родители тоже. 8 марта мы нашей любимой маме дарим цветы. 23 февраля папу, своих защитников поздравляем. В общем, традиций много. Традиций очень много. Здорово, спасибо вам большое. Александр Иванович и Оксана Алексеевна вот уже более 30 лет в браке, и они являются родителями 24 детей. На сегодняшний день, конечно же, некоторые из них уже повзрослели, являются студентами, строят свою карьеру. И даже у некоторых, да, есть собственная семья. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы уже давно в браке. Как и когда появилась идея создания большой семьи? Да, мы более 30 лет в браке с Оксаной Алексеевной. И такая идея пришла моей супруге. Инициатива была от нее. Я думал и согласился. Но это первых малышей мы взяли в 2003 году, вот мая месяц. И вот на сегодняшний день у нас общее количество детей составляет 22. И 8 внуков у нас. Ну и, конечно же, да, воспитание детей – это действительно нелегкий труд, и каждому нужен, да, собственный подход. Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы разделяете обязанности по дому? Ну, таковых распределений нету. Все равны. Мальчишки могут и помыть посуду, девчонку могут помочь на улице. Ну, так таковой-то нету. А помогают ли детки постарше следить за младшими? Да, это естественно. Обязанность, да, обязанность. А чем сейчас занимаются ваши старшие дети? Ну, какая у них профессия, да? И кто, кстати, сами вы по профессии? Где работали?
Ну, я сам работал в сфере природоохраны 10 лет. И когда мы начали, ну, уже взяли на воспитание уже 10, уже тогда было, я вынужден был оставить свою любимую работу и посвятить вот воспитанию детей. А дети? Ну, Где учатся? дети старшие, вот есть студенты, 3 студентов высших и средних учебных учреждениях, ну, школьники, и 1 вот ходит в детский сад, 1. Александр Иванович, а скажите, пожалуйста, может быть, у вас уже какие-то, да, секреты воспитания наработаны? В чем же секрет вашей большой дружной семьи? Ну, во-первых, это большая ответственность взять детей на воспитание. Ну, особо таких секретов нету. Ну, нужно быть, отдать свое сердце, ну, любить. Ну, тогда ответить тем же. Ну что ж, спасибо вам, что поделились с нами. У вас прекрасная, крепкая, дружная семья. И, конечно же, мы узнали, что быть многодетными родителями – это большой, тяжелый труд, но, тем не менее, любовь, забота и поддержка являются главными качествами, которые поддерживает семья Павловых. На этом мы пока отключаемся. В следующем включении мы поговорим более подробно. Коллеги, вам слово. Спасибо, Даяна. Да, действительно, с семьей Павловых не прощаемся. Чуть позже вернемся к ним и посмотрим самые главные результаты семейного субботника. Ну а пока продолжим эту тему. Глава Якутии и члены правительства вышли на городской субботник. Айсен Николаев и члены правительства произвели уборку в районе Залога. Также на городской субботник вышли представители столичных дошкольных организаций, школ. Вышли также студенты, активисты, городские округа и мэрия города. Свыше 1000 человек дружной командой привели в порядок набережную Теплого озера, прилегающих территорий и улиц района Залога. Общий субботник проходит в рамках подготовки к играм «Дети Азии». Глава республики призвал горожан присоединиться к субботникам, которые традиционно проходят во всех округах и пригородах Якутска в эти дни. Ну, а мы... Весной мы проводим субботники по санитарной очистке. Это очень важное событие в жизни горожан, ведь мы все вместе сейчас приведем в порядок территорию Залога. Ну и, в принципе, в этом году у нас большие планы по благоустройству города, приуроченные к проведению 8-м спортивным летним играм «Дети Азии». Более 100 бойцов студенческих отрядов вышли на первомайский субботник. Как говорится, подготовят наш город к гостям, приукрасить его, ну и, конечно же, привить себя труду. Дорогие наши телезрители, видим ваше активное участие в праздничной нашей викторине. Молодцы, приветствуем. Победители получат билеты в кино от кинотеатра «Синема Центр». Ну вот, тем временем победителем первой викторины стала Октябрина Федорова. Мы с вами обязательно свяжемся. Напомним, наш второй вопрос звучал так: с какого года начинается история праздника у нас в Якутии? Мы получили очень много вариантов ответа, и правильный ответ таков. Он немножко хитрый такой вопрос, да, был. История празднования 1 мая в Якутии берет свое начало у истоков 20 века. В своих воспоминаниях российский революционер Емельян Ярославский упоминал, что празднование 1 мая проводилось в Якутии в 1905 году. Правильный ответ – 1905. Да, второй вопрос был достаточно сложный, и теперь звучит третий наш вопрос. На фотокарточке, которую вы сейчас видите, изображена первомайская демонстрация 1918 года. Вам стоит лишь назвать улицу, на которой была запечатлена эта самая демонстрация. Внимание, подсказка. Позади праздничной колонны стоит кинотеатр Василия Приютова. Собственно, ответы свои пишите в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». QR-код видите на экране, можете его отсканировать и попасть прямо на канал. И напоминаем, что победители получают билеты в кино от кинотеатра «Синема Центр». Ну, а мы продолжаем. На сегодняшний день Якутская ТЭЦ – самый крупный теплоисточник города Якутска. Она располагает 3 паровыми и 5 водогрейными котлоагрегатами, 2 турбинами, а также мощными питательными, циркуляционными и сетевыми насосами и деаэраторами.
И, конечно, всеми процессами большого предприятия управляют преданные своему делу труженики. За годы своего существования предприятие пережило несколько этапов преобразования, и до сих пор в наших домах, квартирах, на рабочих местах тепло. Именно сотрудники ТЭЦ ведут эту бесперебойную работу. И сегодня у нас в гостях представители отрасли. Это Марина Валерьевна Пенюгина, председатель первичной профсоюзной организации Якутской ТЭЦ, Республиканской организации Всероссийской электропрофсоюза, и Эдуард Всеволодович Иванов, ведущий инженер района тепловых сетей Якутской ТЭЦ, активист молодежного движения. Добрый день, с праздником вас! Добрый день, с праздником. Ну и, конечно же, первый вопрос, да, Марина Валерьевна, сколько человек сегодня трудится на нашем предприятии? Ну, сегодня на Якутской теплоэлектроцентрале трудится 549 человек по штатному расписанию. Это специалисты разных профессий, это инженера, мастера, это аппаратчики химводоочистки, лаборанты. В общем, огромное количество людей, благодаря которым мы зимой не мерзнем. Ну и какие мероприятия проводит ваш профсоюз? У нас, значит, традиционно это наше мероприятие. Это в начале года по плану работы, значит, мы проводим поздравления мужчин с Днем защитника Отечества, женщин с Международным женским днем. Поздравляем. Также конкурсы у нас проходят разные к этим мероприятиям, спортивные мероприятия. У нас есть выезды весенние, летние выезды. Также мы проводим к Всемирному дню охраны труда. Вот в этом году мы проводили лучший мастер Якутской ТЭЦ. И, в принципе, он у нас очень успешно прошел, этот конкурс. А также мы поздравляем, чествуем наших ветеранов к 9 мая. 1 июня поздравляем детей, сотрудников Якутской теплоэлектроцентрали. Первоклассников чествуем 1 сентября. И наши главные праздники – это день рождения нашей станции, День энергетика – это наш профессиональный праздник, и Новый год, естественно. Марина Валерьевна, вопрос такой. В принципе, у многих профсоюзов, предприятий разных есть и такие молодежные отделения. Есть ли сегодня молодежное отделение профсоюза вашего предприятия? Насколько активно оно и какими достижениями может похвастаться? Может быть, не только трудовыми, потому что мы же понимаем, что достижения человека труда не только труд, но могут быть и достижения в спорте, каких-то увлечениях. Тем более вы уже и так далее. перечислили примерно, да, что вы очень активны во всех сферах. Ну да, вообще у нас, значит, существует молодежный совет на Якутской ТЭЦ. Все молодые специалисты до 35 лет, они входят в этот молодежный совет. Значит, все активно принимают участие, и особенно, конечно же, в спорте. Ежегодно у нас среди сотрудников ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ проходит спартакиада, где активно наша молодежь принимает участие. И вот буквально 3 года подряд мы были первыми. Первое место заняли, да. Эдуард, вам вопрос. Расскажите о действующих проектах Якутскэнерго в части энергобезопасности учащихся школ, ну, а также их профориентации. В нашей компании существует программа такая, она называется «Энергобезопасность», «Энергопросвет». Это, получается, является цикл учебных программ, лекций для учащихся школ с 1 по 11 класс, где преподаются основные основы энергобезопасности для школьников. То есть в быту, вне дома. Детей как раз-таки обучают безопасным методам как раз-таки использования электрического тока и так далее. Марина Валерьевна, Эдуард Всеволодович, спасибо большое, что пришли в нашу студию. С праздником поздравляем вас. Ну и в вашем лице, наверное, весь ваш коллектив. Да, спасибо большое. И также мы тоже поздравляем всех с праздником весны и труда. Желаем всем счастья, здоровья, тепла, добра и уюта. Прекрасные Спасибо. слова вам тоже. И хорошего дня, самое главное. Ну, а несмотря на выходной день, сегодня некоторые службы работают безостановочно. К таким организациям можно отнести службу скорой помощи, например. Сегодня многие медики и водители встречают на посту ночью и днем, а в жару и в метель они всегда успевают вовремя. Медики-спасатели не дадут оборваться ниточки, что держит человека на грани жизни. О том, как работают сегодня врачи и фельдшеры скорой помощи в городе Мирный, смотрите далее.
На часах лишь полдень, а бригада скорой помощи уже едет на очередной вызов. Этот марафон продолжается бесконечно, в любую погоду и время суток. Со специалистами мы провели всего лишь несколько часов, но даже этого хватило, чтобы понять главное. Каждый день эти люди совершают маленький подвиг. Работа скорой помощи, она сложная, да, получается, и сами по себе вызова все сложные. Нет таких вызовов, которые, казалось бы, легкие. Болезнь одна, а болеет все по-разному. Нелегкий благородный труд бригады скорой помощи заслуживает самого искреннего уважения и признания. Они не позволяют себе расслабиться. Звонок может поступить в любую минуту. Ага, вызов принят, ожидайте. Ожидайте, я вас услышала. Угу. Эти девушки плохо. Я вообще-то я медицине 35 лет, а из них я в городе Мирном 21 год как. На скорую я пришла в 2010 году. Работала работала фельдшером в выездной бригаде. Как 2 года, 2-й год работаю фельдшером по приему вызовов и передаче их в выездной бригаде. Но работа, конечно, сложная. Это вызова принимать по телефону. У нас бывает пациенты всякие разные, неадекватные, пьяные, есть хорошие, которые но все зависит от людей. От нашего приема вызовов зависит сама судьба человека. Как мы быстро среагируем на этот вызов, как я быстро отправлю бригаду, зависит судьба каждого вызывающего пациента. Бригада скорой – это единый механизм. Все понимают друг друга с полуслова. И это обеспечивает результат. Почти у каждого за плечами десятки лет работы. Вот и у Николая Петрова довольно серьезный стаж работы в скорой помощи. Но в Мирный он приехал работать совсем недавно благодаря программе «Земский доктор». До этого я работал на станции медицинской помощи города Якутска до прошлого года относительно, получается. Как и везде, наверное, по районам, по мелким таким городам существует кадровый голод. Тем самым ощущается нехватка. Идет большая нагрузка. Да, условия создали для нас, получается, предоставили жилье и, соответственно, выплаты земского доктора. Фельдшерам выдаются 500 000 рублей, врачам 2,5 миллиона. В службе скорой помощи алмазной столицы задействованы около 20 сотрудников, включая врачей, фельдшеров и медицинских сестер, водителей и диспетчеров. Благодаря им ежедневно от 40 до 60 пациентов получают своевременную помощь. Очень много вызовов бывает именно в праздничные дни, когда у нас очень много выходных, сама поликлиника не работает, вся нагрузка идет на скорую помощь. Ну и ночные иногда бывает. Днем как-то сам работает поликлиника, будничные дни, да, как-то нам полегче. А вот ночные и после 5 начинается самое такое. Но праздничные дни, это когда у нас новогодние, майские, это идет вообще аврал порой бывает. Но бывает спокойно. Все по-разному. Высокий профессионализм, сострадание к людям, верность к врачебному долгу – основные качества, отличающие сотрудников станции скорой медицинской помощи города Мирный. Быть первым там, где случилась беда – это непростая работа, от которой зависят жизни людей. Представителей этой медицинской службы заслуженно называют ангелами. Анна Васильева, Мирный. Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения, объединяющий работников муниципальных организаций, жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, газового хозяйства, дорожно-ремонтных служб и иных сфер деятельности, также студентов, отраслевых учебных заведений, действует на всей территории Российской Федерации. Представляем гостей студии, членов регионального отделения Большого профсоюза. Сергей Егорович Анисимов, председатель Якутской республиканской организации Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения, и Елена Юрьевна Черная, председатель первичной профсоюзной организации акционерного общества «Водоканал». Здравствуйте. В первую очередь, конечно же, с праздником вас. И вопрос первый, Сергей Егорович. Вы региональная ветвь общероссийского большого такого профсоюза с большой историей, самое главное. Объединяете огромное количество трудовых коллективов. Расскажите вообще об организации, об истории создания и сколько сегодня предприятий в профсоюз входит. Спасибо.
Я хотел бы начать с истоков, да? А исток у нас это образование ЖК России. Нынче у нас в апреле месяце исполнилось 375 лет образования ЖК России. Она образована указом царя Алексея II в 1646 году. И, с этого момента мы считаем начало образования нашего отрасли. Ну а ЖК, женобеспечение, да, наши профсоюзы, они образовались в 1919 году, 7 мая. Вот на днях у нас через неделю будет юбилей, 105 лет образования женобеспечения Российской Федерации. Она была образована в первом съезде Австро-Российского профсоюза женобеспечения. И, у нас в 79 регионах России имеются отраслевые республиканские комитеты профсоюза, как в нашей республике, да? И в нашей республике мы объединяем 9 предприятий, из них крупные 6 предприятий, я могу их назвать. Это, ГУП ЖК Республики Саха-Якутия, это наш флагман, крупнейшее предприятие республики. Она охватывает 74% населенных пунктов республики и снабжает теплом, водой горячей, всеми услугами ЖК, да, занимает. Ну и наши городские предприятия, это АО «Водоканал», 1200 работников. У нас и, ПТСК, пригородная тепловая, сетевые, и, у нас СГХ, который занимается обслуживанием города Якутска. У нас, теплоэнергия, жилкомсервис. Вот это крупные предприятия, да? Но есть и 3 таких мелких предприятий, это, которые к нам объединены добровольно. Это, общество глухих, пожарные и, бытовое обслуживание горного улуса. Вот в таком составе. А так мы объединяем в республике более 10 тысяч человек. Ага. У нас, молодежи, около 20% молодежи работает до 35 лет. Ну и женщин, более 1000 человек женщин работает. Ну, вы знаете, что наша работа связана, вредным производством, таким текущим графиком работы. Но у нас работа очень ответственная, и я всегда стараюсь, чтобы о нас не напоминали. Если нас не напоминает, это мы хорошо живем везде, понимаете? Это точно. А если о нас начинают напоминать, это может быть и проблемы. Я сам работаю более 30 лет, 32 года отдал нашей сфере работы. И из них 10 лет руководил предприятием в Ангинском улусе, начальником управления был, и, замглавой работал. Ну, знаю проблему нашей работы изнутри, да. Но в город меня пригласили в 2003 году заместителем главного инженера по производственным вопросам ГУП ЖК Республики Саха-Якутия, когда создавали это предприятие. Потом меня переизбирали, в профессиональную работу. И до сих пор я работаю председателем. ГУП ЖК работал, потом последние 5 лет работаю председателем. Богатая история самой организации, конечно. Да. Действительно большая. Елена Юрьевна, в водоканале, да, профсоюз, сколько человек туда входит, ну и какими гарантиями, конечно, вы обеспечиваете своих сотрудников? Больше 1000 человек у нас работает на предприятии, да, с учетом еще сейчас география водоканала расширяется по республике, главная задача напоить республику чистой водой, поэтому Покровск у нас, да, давно уже хорошо работает, Верхневилюйск, Сунтар, и дальше, не стоим на месте, предприятие не стоит на месте. У нас стабильно 30-35% членства в профсоюзе. Главное, конечно, да, работу мы ведем, это коллективный договор, по которому работает предприятие. А коллективный договор – это, по большому счету, все туда вложено, все, что свыше минимума по Трудовому кодексу. Все льготы, гарантии, дополнительные какие-то выплаты для работников. То есть профсоюз вообще он создан для общения работодателя с работниками. У нас это успешно идет. Слава богу, мы работаем, Работа да. налажена, да, и Да. без сбоев работает. Да. Сергей Егорович, Всероссийский профсоюз регулярно же проводит и съезды различные. Я так понимаю, Якутия активное, наверное, участие принимает, но как-то поделитесь опытом участия.
наших Я земляков? понял вопрос. Вот у нас Центральный комитет Австрийского профсоюза, значит, возглавляет наш председатель Васильевский Александр Дмитриевич. Он тоже очень давно работает в нашей отрасли и прекрасно знает наши все вот это возможности, нашу работу. И мы очень активно участвуем в проводимых ими, значит, мероприятиях в президиуме, пленуму, ну и съезд. Вот на днях у нас 23-го начнется съезд, 8-й съезд жизнеобеспечения России. И мы делегаты, значит, это 2 делегата, согласно квоте по численности. Значит, у нас Никулин Михаил Гаврилович, это председатель Объединенной территориальной профсоюзной организации ГУПЖХ Республики Саха-Якутия, ну и я избран. Вот нас 2. Мы будем участвовать там в президиуме, пленуме и на съезде. Ну и завершая беседу, наверное, говоря про поддержку, да, трудящихся людей со стороны профсоюза, чем сегодня вообще профсоюзы помогают своим членам? Ну, значит, профсоюзы, мы, вот республиканский профсоюз, мы, значит, нормативно-правовым актом занимаемся, это у нас отраслевое тарифное соглашение, да, крупнейший документ, который, значит, является основой для принятия коллективных договоров. На основании этого документа, значит, принимаются коллективные договора наших предприятий. И здесь я хотел бы, пользуясь моментом, дать, значит, хорошую вот нашу большую, значит, благодарность нашим коллегам, нашим социальным партнерам, это работодателям. Потому что без работодателей, конечно, и нас не будет, потому что сперва работа, потом мы вот по очереди появляемся, мы, значит, стоим на страже наших работников, их социально-трудовых прав. И это права мы защищаем, конечно, через отраслевое тарифное соглашение и, как Елена Юрьевна сказала, через коллективные договора. А коллективный договор – это документ прямого действия, она вообще очень, это самый главный стильный документ, который защищает наших работников. Ну, у вас есть 1 минута, чтобы с высокой трибуны поздравить ваш многотысячный коллектив с Днем весны и труда. Ну, я хотел бы вот поздравить наши коллективы, значит, во-первых, с 375-летием образования ЖХ России, 105-летием образования нашего вот, профсоюза жизнеобеспечения России, ну и нашим прекрасным праздником, который мы вот очень уважаем, любим, это 1 мая. 1 мая, значит, вот праздником труда. И, значит, вот такое чествование трудовых людей, это наш праздник. Вот вчера у нас 30-го состоялось чествование наших людей труда, и наш глава Республики Саха-Якутия, значит, наших передовиков производства наградил вот высшим трудовой, значит, наградой человеком труда, да, там очень крупная премия, и там наши 3 попали, так что мы очень рады, очень рады. Их поздравляем тоже с этим вот хорошим нашим праздником весны. Елена Юрьевна, вам тоже, наверное, есть что сказать? Ну, праздничный день такой, да. Хочется, ну, это праздник такой, 1 мая, действительно, мир, труд, май, всегда везде, отовсюду звучало. Ну, что хочется пожелать? Хочется пожелать, чтобы в каждой семье, в каждом доме поселились здоровье, достаток, счастье, потому что ну, если человек живет в достатке, если он востребован, он всегда счастлив. Вот этого хочу пожелать всем. Спасибо вам. Ну и мы желаем в ответ вам, и в том числе сегодня хорошего праздничного настроения и успехов в вашей трудовой деятельности. Спасибо. Вот, ну а мы продолжаем. Мы часто в наших эфирах рассказываем о семейных династиях и традициях. И сегодня в рубрике «История в кадрах» речь пойдет о семье Павловых, связавших свою жизнь с алмазодобывающей промышленностью в Удачнинском горно-обогатительном комбинате. В совокупности стаж всех членов семьи составляет почти 140 лет. В Национальном центре аудиовизуального наследия республики хранятся съемки 1984 года Восточно-Сибирской студии кинохроники, где в кадре за работой 3 поколения семьи Павловых. Имя главы семьи Николая Николаевича Павлова в то время было на слуху у всех, ведь его средняя выработка за год была выше выработки рекордсменов, и до сих пор рекорд экскаваторщика Николая Павлова не побит.
Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия. Сегодня рубрика «История в кадрах» перенесет вас в Мирнинский район, в поселок с удивительным и с очень звучным символичным названием «Удачный». Если Мирный – это алмазная столица России, то Удачный – это родина первой советской кимберлитовой трубки и место, где добывалось до 90% всех алмазов страны. В середине 80-х годов съемочная бригада Восточно-Сибирской студии кинохроники была откомандирована в поселок Удачный для того, чтобы рассказать о развитии промышленных районах Якутии. Это заснеженные кадры Удачнинского горно-обогатительного комбината 1984 года. А это домашние хлопоты семьи алмазодобытчиков Павловых – Ольга Владимировна и Николай Николаевич. На момент съемок они прожили в Удачном больше 20 лет, а в Якутию они приехали в далекие 60-е. Быстро пролетело время. Вырос сын Валерий, подросли и внуки Михаил и Николай. И также незаметно менял свой облик и поселок Удачный. В 1954 году геолог Лариса Попугаева близ реки Далдын в 13 километрах от нынешнего города Удачный находит первое месторождение алмазов. И кимберлитовую трубку называют «Зорница». Еще через год, в 1955 году, геологи находят трубку «Мир», а следом за ней и крупнейшую в нашей стране кимберлитовую трубку «Удачно», которую начали осваивать только в 1967 году. С этого момента и берет свою историю город Удачный. Удачный был объявлен всесоюзной комсомольской стройкой, и сюда потянули стройотряды со всей страны. За романтикой, подвигами и за запахом тайги. А тайги здесь хватает до сих пор. Вокруг на многие сотни километров ничего. Летом непролазные топи, тысячи рек и озер, а зимой здесь стоят 60-градусные морозы. В 1976 году запускается первая очередь Удачнинского горно-обогатительного комбината. Разработка алмазов набирает обороты, и город начинает стремительно расти. С 1975 года алмазоносную руду добывали уже мощной современной техникой. Сын Павловых, Валерий, работал тогда вместе с отцом, помощником экскаваторщика. Съемочная группа Восточно-Сибирской кинохроники была очень удивлена показателями Николая Николаевича, кавалера 2 орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, почетного граника СССР и Якутии, обладателя почетного знака «Гражданская доблесть Республики Саха-Якутия». Имя Николая Николаевича Павлова в то время у всех было на слуху, ведь его средняя выработка за год была выше средней выработки рекордистов. И, кстати, до наших дней рекорд экскаваторщика Николая Павлова до сих пор еще не побит. В конце 80-х годов его годовая выработка составила 3 миллиона 360 тысяч кубометров горной массы. Опытный мастер отмечал, дело было в технике. Бригада Павлова, состоящая из 3 человек, машиниста и 2 помощников, отлично следила за техникой. Она работала стабильно и без простоев, а это значит, в конце смены ежедневно они сдавали в среднем 3,5–4 тысячи кубических метров горной массы высотой в 5-этажный дом. Эти кадры снял для истории оператор Восточно-Сибирской студии кинохроники Евгений Корзун. Вся трудовая доблесть на этих исторических кадрах. С той поры прошло 40 лет. Сейчас Удачнинский горно-обогатительный комбинат является флагманом компании «Алроса». Комбинат оснащен современным оборудованием, которым управляют высококвалифицированные специалисты. Он отрабатывает крупнейшие и богатейшие месторождения алмазов, разрабатывает новые перспективные месторождения. Например, сейчас Удачнинский ГОК ведет добычу подземным способом на коренном месторождении трубки «Удачная». Производство идет непрерывно. Дополнительная геологоразведка показала прирост в 80 миллионов тонн, а это значит, что подземную добычу можно продолжать как минимум до 2070 года. Но вернемся героям съемок к семье Павловых. Мы решили найти внуков Николая Николаевича и узнать, как живет сейчас известная семейная династия. Младший сын Николай работал в Накыне в энергетическом комплексе. Сейчас живет в Подмосковье и работает главным энергетиком. Внук Михаил продолжил дело отца, а значит и дело своего деда. Сейчас он работает мастером участка шахтного подъема подземного рудника «Удачный», кандидат технических наук. Дерево сильно корнями, считает Михаил, и часто водит своего 10-летнего мальчишку Алешу, сына, в исторический музей,
где висит фотография знаменитого прадедушки Николая Николаевича Павлова, чтобы знал, помнил и гордился. В этой сверкающей россыпи результат труда не только 7 Павловых, алмазодобытчиков самого северного комбината. Истории семейных династий уникальны, как наши якутские алмазы, ведь они внесли свою лепту в развитие любимой республики. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Мы продолжаем наш эфир и подводим итоги на 3-ю викторину. Напомню, вы должны были указать улицу на фотокарточке, где изображена первомайская демонстрация 1918 года. Поступило много вариантов ответов, но единственным правильным ответом является следующий вариант. И эта улица называлась Большая, ныне это проспект Ленина. Первый кинопоказ Приютов провел в июле 1913 года во дворе своего дома, который был расположен по улице Большой на месте здания Саха-Телекома возле кинотеатра «Центральный». В этом здании у него размещались и кинотеатр, и фотоателье. И у нас есть победитель, с которым обязательно свяжутся наши администраторы и укажут, как вам получить билеты в кинотеатр «Синема-центр». Ну а у нас на очереди следующий вопрос. Внимание! В каком году первомайская демонстрация в Якутске побила рекорд на Дальнем Востоке по продолжительности? Это было феерично в любом случае, потому что, чтобы побить рекорд, нужно постараться, тем более по продолжительности. Ну и мы тоже продолжаем. В этот день чествуют трудовые коллективы различных сфер экономики. Одним из коллективов, встречающих праздник на работе, является коллектив Якутского хлебокомбината. Одно из жизнеобеспечивающих предприятий Якутии долгое время находился в лидерах в своей сфере. На производстве побывала и наша съемочная бригада. С 1 мая жители и гости Якутии. Сейчас мы находимся на одном из важнейших и старейших жизнеобеспечивающих предприятий Якутии, а именно на Якутском хлебокомбинате. Его история началась 83 года назад. Мы его знаем как предприятие, выпускающее не только хлебобулочные изделия, но и в том числе пасхальные куличи. Рядом со мной находится заместитель генерального директора по производству Ирина Александровна Фурман, которая нам сейчас расскажет про историю Якутского хлебокомбината. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про историю. История нашего хлебокомбината начинается давным-давно. С 1940 года наше предприятие работает. Оно изначально состояло из 6 маленьких пекарен, но в дальнейшем мы развивались и приросли уже к такому большому промышленному предприятию. Сейчас численность работников на сегодняшний день составляет 411 человек. Мы являемся единственным предприятием, которое оснащено современным технологичным оборудованием, которое готово обеспечить население нашего города Якутска всем необходимым продуктами, которыми мы представляем. Предприятие на сегодняшний день производит ассортимент из более 150 наименований продукции, имеет сеть своих фирменных магазинов, состоящих из 17. Под своим собственным брендом мы их сейчас, новый бренд у наших магазинов «Я хлеб» называется. Предприятие имеет также свой автопарк, медицинский оздоровительный центр. Немаловажное место занимает наш профсоюз. Это защитники трудовых прав наших работников. Для работников предусмотрен тренажерный зал, комната отдыха. Несмотря на свою историю, общество не стоит на месте, мы развиваемся, успешно претворяем в жизнь наши будущие проекты. 2 из них – это выпуск продукции линейки полезных хлебов диетического, профилактического назначения. У нас есть также образовательная программа по информированию детей о пользе хлеба и культуре потребления хлеба. Также на нашем предприятии мы очень много уделяем времени разработкам новых каких-то изделий. Все время работаем над этим, приобретаем новое оборудование технологическое. И мы знаем, что на предприятии есть и трудовые династии. Можете рассказать подробнее о них?
Да, конечно, наше предприятие, так как уже много лет работает, нашему предприятию уже много лет, и у нас, конечно же, есть свои трудовые династии. Династия Егоровых, допустим, у них стаж их семьи 136 лет. Династия Казначеевой Анны Павловны, у них стаж работы 103 года. Династия Ледовских, у них стаж работы в семейной 65 лет. Ну и к вам также приходят и молодые кадры. Может быть, есть какие-то меры поддержки молодых сотрудников? Да, конечно, как же без этого. Мы приветствуем всех молодых кадров. У нас для них есть и целевое обучение, и оплачиваемая практика для студентов, и материальная помощь при вступлении в брак, и при рождении детей. Так, а сколько всего сотрудников трудится на комбинате? На сегодняшний день 411 сотрудников на нашем предприятии. А как они работают? Они работают круглосуточно? Вообще завод работает круглосуточно, но у каждого подразделения есть свой график работы, сменные графики. Конечно, работа не из легких. В большинстве случаев в своем это больше женский коллектив. Работа очень... При всем при том, что мы технически оснащены, но все равно есть очень много ручного труда. А какие современные технологии используются на комбинате? Это современное технологичное оборудование, это подбор, у нас есть своя лаборатория, которая оснащена своими, контроль качества на всех этапах. Мы также разрабатываем, вводим линейки здорового питания. Ну что еще у нас? У нас много всего такого. А какая продукция пользуется наибольшим спросом? Ну, конечно же, у нас есть такие тренды, как линейка здорового питания. Сейчас все население направлено и следит за своим здоровьем, поэтому у нас есть линейка здорового питания. Конечно же, это наши конфеты, сказки, туймады, которые имеют тоже свой наработанный такой стаж у потребителей, что нравится им очень, и они любят. Так, и расскажите о дальнейших планах комбината. На самом деле предприятие постоянно развивается, планов у нас очень много. У нас есть на этот год у нас запланирован большой проект, это по автоматизации логистики нашей, да, то есть развитие собственной торговой сети, выход на зарубежные российские рынки. Планы такие грандиозные, большие, требующие много усилий. Ну и в честь праздника, что вы можете пожелать жителям и гостям нашей Якутии? Всем жителям и гостям нашей Якутии в первую очередь я хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего, радостного, весеннего настроения. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет наш хлебушек и наша продукция. Кушайте нашу продукцию. Желаю всем успехов, добра и мирного неба над головой. Большое спасибо. А я напомню, что мы подключались из Якутского хлебокомбината. Мы также поздравляем жителей и гостей республики с этим трудовым праздником, с 1 мая. Тем временем трудовые коллективы вечно достигают каких-то рекордов, событий, свершений и так далее. Вот одно из них, да, в офтальмологической больнице создаются комфортные условия пребывания больных. На днях там открыли новое стационарное отделение. В торжественном открытии принял участие глава региона Айсен Николаев. Об этом и о трудовых буднях врачей расскажут нам сотрудники и доктора Государственного автономного учреждения Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница. Здравствуйте, товарищи доктора. С праздником. Ну, действительно, событие важное. Новый стационар открылся. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Для нас это знаменательное событие, открытие нового стационарного отделения на 40 коек. Также это современное оборудование, это современное
отделение, которое будет располагаться контрактальная и рефракционная хирургия. В палатах оснащены максимально комфортным пребыванием для пациентов. Также будет находиться и дневной стационар при поликлинике для пациентов с патологией, не требующей большого объема оперативного вмешательства. Ну и вторая радостная новость – это прибытие мобильного офтальмологического комплекса на базе автомобиля «Газель». Мобильный кабинет предназначен для первичного осмотра пациентов, отбора пациентов для оперативного вмешательства и для проведения амбулаторных лазерных операций. Мобильный комплекс планирует выезжать в близлежащие районы республики. Это уже второй по счету комплекс. Первый комплекс на базе КАМАЗ хорошо себя зарекомендовал, побывал уже и в Арктике, и в Магаданской области. Ну вот мы только что видели кадры, как минимум, стационара, но очень светло, просторно, замечательно, мне кажется. Современно. Да. Иннокентий, вот совсем недавно разлетелась по всем СМИ новость о том, что якутские медики провели операцию в ДНР в таких походных условиях, при свете фонариков. Расскажите, как это было, насколько сложно, с какими препятствиями столкнулись? Да, в целом хотел бы отметить, что работа в ДНР была организована руководством республики и нашей больницы еще с 2022 года. Периодически мы выезжаем не только, ну, вначале мы выезжали только докторами нашей больницы, сейчас у нас бригады, кроме Якутии, еще состоят из врачей из Тулы, из Москвы, московский НИИ глазных болезней Геймгольце с нами отправляет своих хирургов. Если первые выезды у нас были с работы на один операционный стол, то вот в этот выезд в этом году уже было 3 операционных стола. Кроме операционно-хирургической у нас еще организована лазерная операционная. В целом можно сказать, что по сравнению с нашей республикой, конечно, заболевания там более в тяжелой форме, потому что ощущается довольно длительный недостаток, в принципе, офтальмологической помощи, особенно хирургической. И бывают разные тяжелые случаи, особенно травматические, да, там все непредсказуемое. Вот у нас была женщина, в этот раз мы оперировали в нашем новом подшефном городе в Докучаевске, где еще не все так хорошо сорганизовано в плане оснащения вот электроэнергии. Да, и во время этой сложной операции, где кроме обычных манипуляций еще у нас дополнительно проводилось подшивание хрусталика. Вот у нас ушел свет, без света все наши приборы остановились. Но, слава богу, мы были на таком этапе, что смогли достать наши фонарики, которые мы всегда с собой возим. И вот под светом с 2-3 сторон нам удалось завершить эту операцию. Пациентка наблюдается у врача. Врач нам сообщил, что она видит. Нам приятно слышать такие результаты о своей работе. А кому пришла идея молниеносно вытащить фонарики из карманов? Или это все продумано заранее, предусмотрено? В принципе, мы готовы к отключению электричества. Фонарики у нас всегда есть с собой. Так, конечно, работать намного сложнее, но приходится выходить из ситуации как есть, потому что кто его знает, насколько свет отключили. Мы не стали дожидаться, просто продолжили под светом фонаря. То есть в какой-то степени это просто внештатная инструкция к поведению. То есть не просто так, что же нам делать, а давайте мы это, вот прям есть какой-то четкий протокол, если ушел свет, там, принять решение, можно и такое. Спасибо вам за эту беседу, желаем вам удачи в работе. И у вас возможность есть поздравить свой коллектив, республику? Да, мы хотим от всего коллектива нашей больницы поздравить с этим прекрасным праздником, праздником весны и труда. Спасибо вам. А мы поздравляем вас и в вашем лице, конечно, не только специалистов в вашей области в медицине, но вообще всех медицинских работников, потому что люди ежедневно стоят на страже нашего здоровья. Да, вы тоже делаете подвиг своего рода. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем наш эфир ответом на очередной вопрос нашей викторины, который мы получили верный вариант. Повторю вопрос. В каком году первомайская демонстрация в Якутске побила рекорд на Дальнем Востоке
по продолжительности? Правильный ответ. В 2013 году парад длился 4 часа по главному городскому проспекту. В праздничном шествии в составе 14 организованных больших колонн прошли более 55 тысяч человек. Это абсолютный рекорд по Дальнему Востоку. Например, в Хабаровске, где население намного больше, на демонстрацию тогда вышли 40 тысяч человек. И вашему вниманию наш пятый вопрос. Пандемия коронавируса, которая, казалось бы, была так давно, заставила нас посидеть дома. Однако первый парад в постпандемийное время стал для жителей нашей республики особенным. Мало того, что праздничные колонны прошли по проспекту Ленина, как обычно, а по улице Кирова, так и демонстрацию тогда посвятили. А вот чему, собственно, посвятили тогда демонстрацию, вам нужно будет ответить. Активно участвуйте в нашей викторине. Да. И... Ну и, конечно же, активно участвуйте сегодня в нашей викторине, как я еще раз повторю, да, эти слова, собственно. Ну а мы возвращаемся к большой семье Павловых, с которыми мы уже были на связи. Там находится у них дома наша коллега Даяна. Они проводят сегодня первомайский субботник, такая традиция семейная. Посмотрим, на какой стадии они сейчас На находятся. какой стадии находится эта уборка. Может быть, уже все завершилось, Может и быть. семья сидит за большим столом с чаем и вафлями, например. Даяна, тебе слово. Коллеги, еще раз здравствуйте. Субботник уже окончен. Мы находимся внутри дома на большом семейном диване. И сейчас мы хотим уже познакомиться с детьми, узнать, чем они увлекаются и интересуются. Здравствуйте, скажите, как вас зовут, сколько вам лет и чем вы увлекаетесь? Здравствуйте, меня зовут Света Левчиня, мне 15 лет, учусь в 12-й школе. Увлекаюсь в баскетбол, волейбол, пение. Отлично, здорово. Так, а вы? Меня зовут Синягин Леня, я учусь в 34-й школе, и я увлекаюсь футболом. Давайте узнаем у следующего ребенка. Меня зовут Филиппов Коля, мне 13 лет, учусь я в 12-й школе, увлекаюсь волейболом, ориентированием, баскетболом. Так. А здесь уже, можно сказать, да, наверное, одна из старших дочерей. Да, здравствуйте, меня зовут Даяна, мне 23 года. На данный момент я сейчас сижу в декрете. Дочке годик, она у нас самая младшая внучка, считается, восьмая по счету внучка. Здорово. Я Оля, мне 16, я люблю петь. Здорово. Здравствуйте, меня зовут Максимова Юлия, мне 22 лет, учусь в АГАТУ, первый курс. А на кого, если не секрет? Технолог. Здорово, так. И вы? Здравствуйте, меня зовут Давид, мне 20 лет, я являюсь студентом СУФУ. В принципе, увлекаюсь наукой. На этом все. Спасибо вам большое. Ну что ж, здорово, спорт, пение, очень много интересов у большой семьи. И, конечно же, они хотят исполнить песню совместную. Пожалуйста, просим вас поздравить наших телезрителей. Мы сегодня споем «Бременские музыканты». Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла, е-е-е-е. Свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бременские музыканты в исполнении семьи Павловых просто потрясающие, конечно же, совместный досуг, внимание, забота, поддержка родителей, конечно же, имеет очень большую, способствует, конечно же, для того, чтобы жить в гармонии друг с другом. И, безусловно, семья Павловых – это прекрасный пример. Коллеги, вам слово.
Что ж, замечательная, такая теплая атмосфера. Даян, спасибо. Послушали и песню в исполнении семьи. Но вот от такого ивента, скажем так, всегда веет вот этим теплом. Да, и весна, чувствуется приближение. Но она приблизилась, но была холодная. Да, несмотря на то, что в этом году май решил быть достаточно суровым, холодный пронзительный ветер, минусовая температура, иногда редкий снежок, но все-таки это май, а значит весна пришла, просто играется с зимними месяцами. Кстати, в честь месяца мая дают имена чаще всего девочкам Майя. Происхождение этого имени спорно. В древнегреческом языке оно значит матушка, кормилица, богиня плодородия. А в переводе с латинского покровительница плодородной земли. Также имеет место быть и версия о славянском происхождении. Кстати, в последнее время имя это стало весьма редким, но сохранило свою привлекательность, ну и мягкое звучание. В этом году май изволит задерживаться. Вот буквально только что шел снег, правда, сейчас вышло солнышко. Но поскольку май не торопится к нам, мы сейчас сами съездим к нему. Точнее, мы побываем в гостях у очень интересной женщины по имени Майя. И вот опять прокидывает майский снежок, но мы почти уже приехали. Именно в этом селе Улахан-Мулку живет мастерица с чудным именем Майя. Между прочим, не просто Майя, но и Мария. В детстве я очень долго что-то болела, поэтому второе имя дали, чтобы я не умерла. Раньше так же делали. Майей назвали. Решили так вот оградить, да? Ну. Дали второе имя. Как считаете, помогло вам это имя? Помогло, по-моему. Хорошо. Живу до сих пор. У Майи волшебные руки. Все, что сейчас видите, исполнено ее руками. А какие герои сказки! Чудо, как хороши! Вот это я куклу начала делать с прошлого года. Лицо заказала форму такой на Балберте. И это сама кукла с проволоки, вата есть. И тряпочка такой. Ну, вот я вот смотрю, здесь у этой куклы не только лицо там, да, вот это же еще и надо сшить одежду. Одежду шить надо тоже. Ага. Тоже это что дольше занимает времени? Самое вот это одежду шить. Май только начинается, а у Майи уже цветут петуньи. Что скажешь, с таким именем, да, с такими руками по-другому и не получится. Вообще сейчас такое имя встречается редко. Да и раньше не всюду бывали. Я сама троицкая, да? Я помню в детстве столько Май было. Это Майя Доярка, Майя еще. Очень много было. Я по прозвищам Майя это, Майя вот это. И все только так и различали их. А сейчас вот слышите, называют? Ну, сейчас никто так сильно почему-то Майи, все Марии, да Марии, Маши. Но оказывается, все-таки есть родители, которые вспомнили весеннее замечательное имя и подарили его своим девочкам. В этом году пока детей с таким именем нет, ни мальчиков, ни девочек. Единственное, в прошлом году в мае были зарегистрированы 2 девочки с именем Майя в начале и в конце мая. Так что у нас весь май впереди. Так что ожидаем рождения девочек с такими именами, либо мальчиков с именем Май. Так что подрастают Майи в мае. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. А мы говорим сегодня весь день про 1 мая. В Якутске 1 мая традиционно, как во время проведения праздничных демонстраций, проходил по проспекту Ленина. Кстати, вот улица Ленина, она есть в каждом, мне кажется, или проспект, или улица есть в каждом населенном пункте нашей страны. А чуть пореже бывает, встречается улица Первомайская, но вот она есть, например, в городе Ленске. Ее строительство было начато в 1960-х годах. Расположены здесь в основном 5-этажные каменные дома и центральная больница. Наши коллеги поговорили со старожилами Ленска. Подробнее в следующем материале. Улица Первомайская не отличается от остальных улиц нашего города. С ней не связаны никакие исторические события, по ней никогда не проходила праздничная демонстрация. Но тем не менее она является центром города. Первомайской уже более полувека. На этой улице живут старожилы Ленска. Одна из них – Римма Васильева. На улице Первомайской я живу 44 года. Первомайская улица строилась уже при мне. Во-первых, очень красивое здание сразу же на берегу.
Это что было? Управление Якутсалмаза, да? Потом дальше появились, конечно, тоже жилые дома, пятиэтажки. Появилась школа. Вначале там был учебный корпус, строительный, там техникум какой-то был. А потом только стала вот эта вот началка, которая и сейчас там. После, вспоминает Рима Михайловна, на улице появилась поликлиника, теперь уже центральная больница и магазины. Первомайскую женщина считает самой красивой и широкой улицей в городе. Не раз она проходила ее от начала до самого конца. Она начиналась от набережной, сразу же от реки Лены, и шла она далеко-далеко туда, прямо туда, до озера Долгое. Строительством домов на улице Первомайской занимался Валериан Рыбкин. Он тоже старожил. Сегодня ему 85. В далекие 60-е годы он работал крановщиком в строительной компании. Сзади меня стоит там, значит, жилой дом трехэтажный, а он планировался как детский сад. И мы его строили с нуля, я его строил полностью сам. Значит, я работал на кранах, на различного типа, и поэтому улица-то, вот это мне родная еще чем, что я, значит, простоял в очереди на квартиру 18 лет как строитель. В 1991 году я наконец-то получил здесь квартиру. Пятиэтажный дом, в котором сегодня живет Валериан Рыбкин, тоже он строил сам. Конечно, строил. Конечно, строил. До 3-го этажа, а потом уже ставили башенный, потому что у меня не хватало крана, это, значит, вылета крана. Сейчас я там проживаю. И даже коллектор, расположенный под землей вдоль всей улицы, был построен не без помощи Валериана Гавриловича. Ну, была вот такая вот яма, значит, вырыта, трубы, а потом закрывали, и теперь здесь ходят вот эти машины. Поэтому улица эта мне очень родная, как и все улицы нашего города. Потому что нет такого, однако, здания, чтобы я не участвовал. С каждым годом улица Первомайская становится краше. Проводится ее благоустройство в рамках различных республиканских и федеральных программ. Появляются новые зоны отдыха, детские спортивные площадки, озеленяются придомовые территории. На этот год тоже запланирован ряд мероприятий, что позволит центральной улице города приобрести еще более современный вид. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну, а вот на самом деле мы сейчас побывали в Ленске, и теперь Ленск побывает у нас, потому что мы с радостью вам представляем еще одну героиню премии «Человек труда» этого года. Это Ольга Кудрявцева, сотрудник филиала Центра занятости населения Ленского района. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, с праздником. Здравствуйте. Вот. Ну, поздравляем вас тоже с замечательным событием, что получить премию «Человек труда» это как минимум невероятная оценка профессионального мастерства, на мой взгляд. Поэтому, значит, вы профессионал с большой буквы, что называется. Но для вас насколько неожиданным, может быть, было получение этой премии? Вы знаете, конечно, вот прям по факту это было неожиданно, потому что когда мне позвонили, то, собственно, мне позвонили, да, с Министерства труда и социального развития, сообщили эту новость, я немножко опешила и говорю, как неожиданно, на что мне специалист отвечает, очень ожидаемо. Почему вы решили, что неожиданно? Вот. Ну, а если более брать глубинно, то, наверное, я думаю, что ожидаемо, потому что я считаю, что я нахожусь на своем месте, в свою работу я вкладываю душу, я всегда на новой волне, то есть я с новыми внедряю новые технологии, да, все инновации, сама очень много сделала авторских разработок и, в общем-то, очень люблю свою работу и людей, да, что, наверное, самое главное. И всегда в своей работе пытаюсь добиваться положительного результата. И добиваюсь его. Вот. Ну вот на самом деле относиться к премии «Человек труда», вот если ее получить, можно же по-разному. Потому что, с одной стороны, да, эта премия, как бы, она очень такая, значимая. С другой стороны, на эту премию выдвигают трудовые коллективы, в которых работают. То есть, в первую очередь, что ценнее, что трудовой коллектив выдвигает вашу кандидатуру или что, как бы, этого кандидатура в конечном какой они счете? отбор произвели? Кастинг своего рода. Да, но отбор был очень большой, потому что сначала же на уровне нашего центра, потом уже на уровне, получается, головного центра, да, нашего республиканского, потом на уровне комитета, да, Государственного комитета по занятости, потом только уже там в Минтруд было это передано, там отбор, да, то есть это такой многоступенчатый, и там вот потом уже только принимались решения. Но я что хочу сказать.
Вопрос еще раз. Ну, Суть. что в получении премии важнее, как бы, ну, с моральной точки да. зрения, что оценка труда на таком уровне республиканском или что трудовой коллектив ценит свой Я родной? поняла. Я вам даже больше скажу. Я вообще, когда пошла туда участвовать, я и не знала, что там еще какая-то премия будет. Я участвовала в конкурсе от головы, то есть для себя внутренне. И, конечно же, для меня тут самое главное именно было то, что вот это ощущение, да, что ты действительно важен, да, и то, что это, когда ты получаешь обратную связь извне, тем более от такого, да, ну, на таком высоком уровне, это, конечно, очень поднимает внутреннюю мотивацию, и это хочется двигаться дальше. Поэтому я участвовала, даже не думая вообще о денежном вознаграждении, то есть я в первую очередь, для меня это было поучаствовать в конкурсе и прийти к какому-то результату, ну или хотя бы просто принять участие. Ну, получилось, что я вышла в лауреаты. Ольга, ну у вас есть сейчас возможность поблагодарить свой коллектив, ну и поздравить всю республику с Днем весны и труда. Да. Но я хочу сказать, что мы относимся к... Наш головной центр находится в Якутске, да, это непосредственно, да, центр занятости города Якутска. А мы подведомственное учреждение, это филиал Центра занятости Ленского района, где я и работаю ведущим психологом. Вот. Хочется сказать, что это здорово, что я работаю в мощной, сильной, замечательной республиканской команде, да, где люди... Один сплоченный коллектив, который действительно настроен всегда на лучшие изменения и движение вперед. У нас прекрасные руководители, да, в головном центре, и на нашем местном уровне, и в головном центре, в центре занятости города Якутска замечательнейшие руководители отделов и просто, да, специалисты. Также хочется отметить то, что мы уже непосредственно центр занятости города Якутска, ну то есть и мы туда входим, да, он является подведомственным учреждением Государственного комитета, да, занятости республики. Тоже хочется сказать вот, низкий поклон за такую замечательную работу и организационную, да, прекрасные руководители всех отделов. Вот я непосредственно с разными руководителями отделов взаимодействую, и со самими специалистами отдела. Всегда внимание, всегда чуткость, всегда вот это вот стремление, да, как я уже сказала, к инновациям, к новым технологиям и к изменениям в лучшую сторону, ежедневную, да, наш труд. И самое главное, что добиваться, да, вот каких-то положительных результатов. Поэтому, конечно, это очень замечательно. Ну, сейчас вот наш комитет возглавляет Горюшинская Светлана Валентиновна, великолепный руководитель, который вот прямо на новых технологиях. Но я всегда говорю, да, и мы придерживаемся, естественно, старой классической, да, и старой классической почва должна быть именно классическая, а на нее уже накладываются все новые технологии. Ну, вероятно, все очень хорошо с технологиями, вообще, в принципе, с профессионализмом не только у вас, как как победителя, но и с ваших слов понятно, что вся служба занятости наша республиканская состоит, в принципе, из людей, которые на своем месте находятся, занимаются благим. Ну, опять же, это очень благое дело. Мы вас поздравляем с праздником, поздравляем, конечно же, с наградой и желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо огромное. Вот. Ну, а мы, собственно, продолжаем. 1 мая является одним из любимых народных праздников. На эти длинные выходные люди с семьями выходят на природу. После долгой зимы выезжают, наконец-таки, на свои дачные участки и встречаются за праздничным столом. Наша съемочная группа вышла на улицы города с тем, чтобы услышать дыхание весны, ну и послушать поздравления горожан. Праздник труда, мира, День солидарности. Праздник весны, труда. Мир, труд, май. Как будешь проводить? С семьей покушаем, погуляем. С родителями, субботник. Передаю привет родственникам, сестре, детям, родным. Привет всем землякам из Нюрбы. Ну, тогда передаю привет своим родственникам
У меня там, в принципе, так-то никого друзей, только привет, здоровья, счастья, ну и всего самого хорошего. Передаю привет всем родственникам, близким. Передаю привет в Нюрбинском районе в селе Хаты, у Байзазе. Ну все, с праздником. Мам, пап, привет. Передаю привет моей маме, брату, ее жене. Всем хороших праздников. Передаю привет своей семье, кто меня увидит, кто меня знает. Всех с праздниками. Передаю привет своим родственникам, родным, мужу, коллегам, ну и всех с праздником 1 мая. Привет всем трудящимся города Якутска. Желаю всем здоровья, успехов в работе и всех благ. Ну и пришло время подвести итоги викторины нашей. Ответ на последний вопрос дать. Звучал вопрос следующим образом. Чему был посвящен первый первомайский парад в постпандемийное время, то есть первый после пандемии? Да, и ответ на него. Парад прошел в честь столетия образования республики. Тогда, в День весны и труда, тысячи трудовых коллективов вышли на шествие по улицам города Якутска. В столице республики в параде участвовало 45 тысяч человек. Праздничное шествие прошло и во всех 34 районах Якутии, где на демонстрацию вышли более 30 тысяч человек. Мы благодарим наших телезрителей за активное участие в нашей праздничной викторине. Многое узнали из истории 1 мая. Также поздравляем всех победителей. Наши администраторы с каждым свяжутся и расскажут, как получить, забрать свой подарок. Подарок за что? За познание в истории хорошее. Сегодня на 2 площадях столицы, на площади Орджоникидзе и площади Дружбы, начнутся праздничные активности. И, конечно же, будут концерты самодеятельности, ансамбли, песни, танца. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, слово вам. Приветствую вас, коллеги, с праздником вас, с праздником всех наших зрителей. Действительно, 1 мая – это такой день, когда уже в течение многих-многих лет у нас уже выработалась привычку, что в этот день надо выходить гулять всей семьей. И, кстати, уже люди начинают потихонечку выходить. Их не так много, я надеюсь, это потому, что все сейчас смотрят наш праздничный эфир, и вот как только он закончится, люди соберутся и пойдут гулять. Конечно же, в такой день не может обойтись без активности, без концертов, без каких-то праздничных мероприятий, потому что иначе, праздник не праздник. И вот о том, что же сегодня ждет горожан, нам расскажет Василина Кривошапкина. Василина, добрый день, с праздником вас. Расскажите, что мы сегодня приготовили для горожан. Мы сегодня приготовили интересную, насыщенную программу на 2 городских площадках. Начнутся они с 13 часов и продолжатся до 17 вечера. На площади Орджоникидзе выступят самодеятельные творческие коллективы наших городских клубных учреждений. Примут участие коллективы Дворца детского творчества и культурного центра СВФУ «Сергеляхские огни». Ну а завершится после 16 часов праздничным осохаем. Для активных, спортивных, азартных пройдет интересная спортивная и развлекательная программа, где любой горожанин от мала до велика может принять участие. Например, пройдут командные спортивные состязания, детей ждет участие в конкурсе по национальным играм народов России. И наша городская библиотечная система города Якутска подготовила познавательную викторину, в которой тоже можно будет интересно принять участие и получить замечательные призы. Ну а на площади Дружбы ждет не менее яркая, интересная программа. В ней примут участие творческий коллектив, ведущие солисты Государственного театра оперы и балета. Также можно будет увидеть концертную программу с участием детского подросткового центра города Якутска. И, кроме этого, любезно согласились поучаствовать в этой праздничной первомайской программе коллектив Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. То есть медики, люди в белых халатах не остались в стороне и решили принять участие. Ну и хочу сказать, что здесь также пройдет интересная, интерактивная, развлекательная, игровая программа, в которой любой горожанин может принять участие.
Спасибо большое. Ну, действительно, программа очень обширная, очень интересная. И, я думаю, на выбор площадь Дружбы или площадь Орджоникидзе, или можно ходить с одной площади на другую, прогуляться. Сегодня, благо, погода позволяет, солнце светит, небольшой ветерок, но я думаю, что большого дискомфорта он не доставит. И горожане сегодня с удовольствием выйдут на площади отдохнуть, повеселиться, может быть, вместе с солистами попеть, потанцевать, поучаствовать в активностях. Поэтому всех призываем. Сейчас заканчивается наш праздничный эфир. Собираемся, одеваемся и выходим в город гулять. Коллеги? У меня уже куртка готова, выходите гулять. Александр, спасибо большое за, за обзор такой, чем можно сегодня заняться. Ну и мы поздравляем и тебя, и всех наших коллег, и всех телезрителей с праздником, потому что действительно наш праздничный эфир подходит к концу, и в день, символизирующий солидарность и дружбу людей, хочется пожелать всем весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей, творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом настроении, в кругу близких и родных, здоровья, счастья, любви.